нисвинуи. Тага инстаган историк садюцис. Историк шайн дөйштол хума цар эца правительствен диеш дегба цар садюци хум. Цар хойлч даци хум. И мухлатиши. عربواش كل شديان خلا يتون يتقوالر شيخ الخلر مونس دل هم ينزوي نخشش قعدوخ سخلي إزم خاصونيس حين خوش أغوالا بالما واهر وبيحكم بالأسعار أربعة يسوي هيتشارجوا ألونسو واخر غور شيء أول شيء أستا شيريز خوي لوبو انت وشون بوش ويتر تقولي باقي نش باتر تقولي شيخ منصور بوش تقولي تويتر باقي جالي شيخ منصوري بوش تقولي وشون بوغر نيرتر وريزا بوش ده إز تاقي قناة إشتا تحقو دا كنيكش منيكش تحق ده شيخ منصور بوش وريز شيخ منصور может быть там такое, что и ушел он упоминается вот этим вот Джованни Батиста. Ушел отдельная персона, шейх Мансур, Джованни Батиста, отдельная персона. Напутанным, да, здесь? تحقينز تحتقي بوغ دريزا مينز تخويقي بقي شارع إيش ديتر إذا أشهر ما ور بوغان يرترى ور وينوخشي هما تعليتش ور ويعيد اللرديش ور إيش تحلقة ليلش ور بوغ تاق تصولتي حق وجي صو وجي وقل ور شي تاق وجي شيخ منصور خليتسونا تاق إذا شيخ إتخينا خليل مدات إتخينا شيخ بوش نوخشي خليل مدات دي موجد بيتكوه تاقين تولتين سناق واشا او الوق اتوما داتي شيخ منصور خليلا مداتي ушром خلي разные персоны и там чудиан هم дуют что это такое историк шба цара и дамадар хаса дуют он да историк шей до вол правительный диш ما تصدقش ده ما تصدقش هم دوی زن کار دوتی گرازنه همش هو رازنه پیرسون شخلتیشی اشورم تای نخچی خلی اشورم ور بغان یورتر ور اچی نخچی خلی خاتون شیخ منصور خلج تا شیخ منصور اچی اتخن شیخ نخچی شوق خلی دات دق ما دو واخر هذا شو قد الله ودنا شمل باش فيل ور فره هين в современной истории айскишикчан датосит шамил басаев было. Хин сахан элч нотаганам ван интернет доступна информация шей кадамады. Хин далата духа ханза майя интернет хума ё вот эти два шамиля они бы в один бы превратились в какой-то момент или в каких-то заслугах, да, например, Шамиль Базарский опирается. А? Я хотел, вот моя аналитика вот в этом вот слагалась. Когда сам Багада один чупа, мою мысль украл. Да, чупа, сачта. Перепита, выступ. А тогда интернет, хума ю Александру. Сугайна юг источник, архивный документ, письмаш, выпискш. То же самое интернет, юг он сега. Ушурма, я не знаю, цуна, хаяла, хуяла, муяла, саета, ногчи штиланчут. Ну и легендарный чувак, Луис. Может, ногчи алхил мекцун, санна метя, ушурма ялса, вообще гина дат. Ни в одном источнике, ни в одном документе ногчиш уздуцуной ушурмая. Масана шейх Мансур, пророк шейх Мансур Ука, суфийский проповедник на Кавказе. Был в Дагестане, перешел в Анапу и там попал в плен. Инди воители, он темите, цадош алитансик, судоволонта.
حجلا الروسيفيكاتي العدو تدوي يزيك أين أربي ذاتي خلنا سين ليتشنا خلق أونونس وباغر خزير دشير بوش نقدوش تام عرب لو شوبو إراكير ورهونه وجه عرب لو خلق تاريخ سوق بو مج إيش شيب حلا تيقور إيش أراي وش خليز بو تام عرب لو شو سون فيديو شو سيحتى أقصى سينتقار كتير سون إتخنا داش تقار إيش حلا تنها إيش تباغ شابو شيب الجوق بو تا تنقاري ولا تو سفيد خويتشو أقوق عرب لو شوبو إز ليبير ورميتون تو بوسون سوق تبو شاب قينوخ شبر شو يعني حلقة سفيز هر سفيد خويتشور هر سغل خويتشور قيتي أصوشيني ريز واتر إس ليلوش ديك سوليلوش ور نسوق تارا شتا شو دوحشتر سونيوم سونا حقيدوش هر خل بيزال أقطعنا عنقشتو مجوش ليلوش ناخبو مش مغلي لا تلي لا تاق يغلق دوقش بشبو أغلق تارتا دوقش دويجر أشك إلر قوغن كنت خيرولش هون شيني شي بيرشدو مرات يقن ناقص حاجة تيرتوين مريق مكشتات دتو بيوغل دكتشو يلناتن سين خلدو مشلشن أسألك بيحكوا بيلوش لغديتن كلمات حجلا إنت إتخينا ها أتصل ذات مسلمان استوي قدك موكشي شوكي ها شيخ بوشتل هما إتخينا خليل ديز موكشي خلشي так это шейх бог, да, шейх Мансур нохчиш ху и шейх бог, лилин хируи эцхена. Вообще нохчиш дошма, да, эцхена. Это вообще хушма, да, шейх бог, что хума эцхена вон юка мухиру шейх. Откуда он? Сана ваэти нуис или российский уи, турецкий уи, арабский войс, по-другому написали, так, по источникам, Амабага, разные источники, шайши, так и мух, цана, телец, хливиш, веш, нохчиш, юка, шейх бог, что хум, и цани ава, дош, мадат, эцкайна, шейх бог, что хум, цани ава, дыч, мадат, из-за... Как это получилось так? Ну, масана, турецкий пророк, Турк Швайта, ну, за Турцию. Кавказский аборигенч был. Nu apmēram Adoļu dojbošs, tas tīrneši attīrs. Teipan, ašpilcam. Iš, harš. Pēc iš liels bukaročai, lemna škola, karoči. Выживать дальше, нормально. Šeit bēgš borš, ometā, vai tu ambēš to, impēri vāterēč, karoči. Давай, юпоз bija nāhajā. Iš, давай там собой узнать. Игры больших империй. Он так и сделал свое задание, он полностью четко выполнил и ушел. Выходит из и называется ногчи ошсан там дючмада историкша эцерхлия бог, да, и дюч дуцер из бог, дуцер из так выходит из как пропаганда, эцхайнахуэ бусул бхил. Вагарго, датсони историкс борш, война дючлюс, ца историкс борш датсон. Вой нахпаймара хадой ду нохчибог, нахпаймари амдубог, дуи борш бол, война буй, ца дючлюс, историкс дючлюс. وإلدش أودو وآخر وإشدوني وإلدش أودو مثلا وازمين وقيس شيخ منصور وي وتاقينس إسخينا شيخ وين يوقع خليل داتس نوخشي شوقع نموجد بيت نوخشي شيخ خليل داتس إسخينا هاتس عن آغو حبيان وين إذا تاقي تغنى اي بروباغاند ماي وي نوخشي خلا اي وي نوخشي و بوخش دات اي وي وشرما خلا بوغان يورتر خلا بوخش دات تانا دوش عشما بوينا دات تانا اي وي و بوخش دات تاقيتخينا اتسول چو بوسو نخلا وي شيخ لا يشوش اتسول چو تلات تخلا اتسول چو حلقة واقن خلا
да, так и ацара дюч да, укара дюч да, просто на муду цурдуис, да, мана мулу цурдуис, ха. وهو اشتغلتنا بيرمر شيخ Мансур Ошел, пророк шейх Мансур. Не просто шейх, он еще и пророк. Тогда в Турции этих пророков было вон, пруд-пруды. Аль-Газалис и Хадиш придумывал, там каждый занимался придумыванием новой турецкой религии. Пророк Шбубош. Шейх Мансур был пророк, цан историку, цан метя, вазин, пророк шейх Мансур и Албия. Но война цадюти там, пророк шейх Мансур Оли. Просто шейх Мансур ушурма ол. Пророк шейх Мансур это то, шейх аштуна ол штуй Мансур. Пророк шейх Мансур это то. выходит вой вацкой ночи вацкой это чунде мабази хулила дат из ночи хулила дат ночи шейх минуцари на пророк минут это чуца мишсале так ويويا نسمع وقت تحبيل وصون كريي отхватит духовно обязательно сразу. Пока что такие память ложка, таса книг ши, документ ши, карт ши, памятник ши, пьянти датушта, дом ты что там, ты здесь жил такой-то Бош. Джованни Батиста, пророк шейх Мансур Бош. Каждый дуса ложка материал. Ну сон ца корей и шейх Мансур гла, ночи гла я ушурма вария. И ца сон коря и ночи вария. Асфальта духом сразу. بركل ديريس يخلوش ولا ينقشي خلو دات بوك درسم دات صغير اتخينا شيخ خلو دات نوع دات الخيصون دات как-то تسلوس بركل إذا ما بيدوش تيمة تا جيم شدوش درس تعملوا تعولش حجلا عوي غاسكش حيزين شاديك جدو سيبريا ديك وجهدو نوي تان أرميا دوان شنا وي تسليلو شمسة ديتن تربيرشن إعداد وي دوت عن بيرش إتخينال أنا قحسن وي تغن أرى بيدغن وي إتسعدك ليل وردو بوش وتيجع ليل وردو ولا حا إن الدخون خد تاجري وين سوتسيتيش يشقدر دو ليل دو تردات Gaskeša Welielinak, Weinaš Arboaš Kliel Deutsch, man bušent, ja, wala idea Laliel Diesonti, so Karakam Dauton, Giga so boš, da, Alvarto. Добрый вечер. Парма, это. Добрый. Алло. Да. Вечер добрый. Добрый вечер. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи та'аля ва баракатуху. Ассалату вассалату. Астагфирулlah. Не, я салам не буду давать. Я только салам мусульманам даю. Маша Аллах, я ихва. Ухиббука, я ахи, ухиббука. Хорошо, подожди. Этот Пармат, если мы с тобой говорим, давай друг другу не перебивать, короче. Согласен? Давай, пожалуйста. Мне вот интересно, вот, у тебя какая вера? Вот, У меня деизм. у тебя... Алло. Деизм у меня. Иудаизм, да? Ну, подожди. Деизм. Денизм, да? Деизм. Я Ну не хорошо, знаю, Тома, короче, что подожди, деизм, хорошо. Вот у
вашего Бога как зовут, вот, если не Аллах? Анджурбек. Манзурбек, да? У него есть своя книга или как? Или ты посланник его, или кто? Как ваша религия распространяется вообще по свету? Люди же тоже хотят принять, может, правильно? Ну, если бы ты знал бы, теизм, что значит, у тебя этот вопрос не возник бы. Или если ты Ну, не я же не знал, знаю, ты не объясни знаешь, но человеку, ты же говорил, не который будем не знает. перебивать, но ты сейчас перебиваешь. Извини. И если ты не знаешь, и сказал бы, что ты не знаешь, что это значит, то у тебя этот вопрос не возник. Деизм – это значит вера в Бога, не признавая никакую религию, вне религии. Ага, подожди, получается, у вас как она возникает вообще? То есть у тебя есть понимание? Конечно, есть. Вот, Ну как она возникла, в каком веке? начинаем... Он не возникла. Начинаем, берем все религии мира и начинаем их проверять. Правда ли это? Возможно ли это от Бога? Какая из них от Бога? Около 2000 религий, разных богов с именами. Пропускаем через критическое мышление и анализ. В итоге приходим к выводу, что ни одна из них не является истиной. Ни одна религия, ни один бог, которого знает мир, не является тем самым богом, который сотворил все, а лишь выдумкой самих этих людей и народов разных. Аллах – выдумка арабского народа, Яхве – выдумка еврейского народа, Иисус – выдумка греко-римского народа, Зевс – греческого народа, эллинского, Один – скандинавского, Сварог, Перун и так далее, Кецалькуатль индийского, Вишну, индуистского народа. И в итоге ты понимаешь, что нету в мире религии, которая является истиной. И единственное, что у тебя остается после этого, вот ты смотришь и понимаешь, что нету религии, нету ни одного Бога истинного, который знает мир. Но ты внутри понимаешь, имеешь какую-то веру. Ты оставляешь внутри Вот это момент, и есть что Аллах. это все не само собой появилось. Наверное, там должен быть кто-то. И вот так продолжаешь своей верой в Бога верить, надеяться, что Он есть, верить в Него и жить. Понял. Получается, смотри, то есть я в вашей религии, да, вот, с кем попало там, зина, кого попало там, получается, вот правильно, да, вот так, то есть у вас имеется в виду? Нет, неправильно. Это у вас мусульман такое правило. У нас нет такого правила. Освобождаешь. У нас, во-первых, у меня, вот тут люди разные, я за себя отвечаю, ты со мной разговариваешь. Во-первых, у меня, что бы я ни сделал, сожру я человека, вырежу его полностью и буду кушать, никто меня не будет кушать. Только моя совесть. Смотри, чтобы, я понял, чтобы, вот ты же говоришь, вот ваши, у меня, у твоей, хорошо, религии, не религия, Господи, вера, Боже вера, мой. хорошо, извини, вера. О, да. вера. У твоей веры, короче, то есть человек, он должен все вот это, все религии У моей изучить. веры нету должен, не должен, вообще ничего. Ну дай, В подожди, моей дай вере договорить. приходят люди, которые смотрят, какая религия истина. Вот они родились христианинами,
Жили 20 лет, 30 лет, христиан, ходили в церковь, там, воскресенье, аллилуйя, отче наш, читали на коленках. Потом 30 лет они думают, давай я сейчас посмотрю, правда ли это христианство? Или мусульмане, 30 лет жил, ходил в пятницу в мечеть, и он думает, а давай-ка я сейчас посмотрю, правильная ли это религия? Может ли она быть от Бога, а не ходить, как родился и просто-напросто, где и пригодился, Смотри, как говорится. вот смотри, И он, ты перебил меня, я не договорил. Парма. Алло. Ну мы же договорились. Если ты не понимаешь и перезадаешь вопросы, я тебе объясняю последний раз, больше не буду объяснять. Вот он смотрит, 30 лет ему стукнуло, он смотрит на ислам. Видит ислам. Это полный бред, противоречивый, антинаучный. Притом настолько бред, что ты ясно видишь, что это вымысел первобытных, глупых, тупых бедуинов из 7 века из пустыни, которые даже не знали, что есть на земле снег. Они даже такого слова не знали. И ты понимаешь, что ислам это не истина. Смотришь христианство, видишь тот же самый бред. Иудаизм, остальное, вишну, индуизм, буддизм, везде видишь бред. И ты понимаешь, что единственное, что у тебя остается, это вера в Бога. Остальное зина, не зина, должен, не должен. Там вообще ничего нету. Ты просто оставляешь у себя внутри веру в Бога. И все. Ну не все же такие вот, как ты, понимающие, которые верят, имеется в виду вот, свою веру где-то нашел, да, вот ты-то нашел хорошо. То есть ты один такой в земле, да, на земле. Есть люди, которые вообще, ну, они чуть отклоненные, то есть им как донести твою религию? Ты, имеется в виду, у них своя религия какая-то тупая такая, которая живет там у этих, как его, больных людей, они не способны понять вот твою религию. То есть у них своя религия, ну, имеется в виду вера, извини меня за религию, слово, вера, да, имеется в виду. То есть один человек от вашей организации, да, он должен как-то доносить людям, призывать. То есть, имеется в виду, я не знаю, тогда получается по твоей теме, каждый человек со своей верой, что ли, какой-то наркоман. Провозгласни себя пророком. Конечно, каждый человек со своей верой, но есть такие люди, например, мусульмане, которым в религии разрешается насиловать замужних пленниц, брать это рабов. Это я объясню. Туда, не надо мне это объяснять. Туда мы приходим на танках и заставляем вас целовать наш сапог и отменять рабство. И не дай Бог вы там возьмете какого-нибудь рабства. Вам Аллах это дозволил, а такие, как я, вам это запретили. И попробуйте этот запрет нарушить. И все. Ну, ты один такой, ты можешь поехать в Чечню, сказать, вот сейчас, вот вы все такие, если у тебя дух, такой вагон прям целый. В Чечне никто не скажет, что это нормальная тема, по идее. И скажут это вообще. Да, в Чечню мне ехать не надо, в Чечню пришли еще худшие, чем я, и не дозволяют там порабощать, там русские законы, там не мусульманские но они законы. но они на этом религии все равно, если даже не дозволяют, все равно они в этой лодке. Они могут себе говорить, они на этой религии, но не дай Бог в Чечне кто-то возьмет и сделает рабом кого-нибудь, как ему Аллах дозволяет. Ему это русский не позволит. Непонятно еще. Все мусульмане живут под моей верой и будут жить. Попробуйте взять кого-нибудь там в рабство. Попробуйте взять какую-нибудь женщину в наложницы.
Истребили мы ваш Парма, ИГИЛ. Кинули большие Парма, глубинные ты бомбы. чеченец, да? Смотри, Стерли с ты лица себя земли говоришь, мы ваш ИГИЛ. ловче. Стерли. Смотри, Теперь точно так же ваш Хамас взял наложницы, как Аллах дозволил. Стерли мы с лица земли вашу Газу. Стерли. Попробуйте еще раз где-то такое сделать точно так же. Вместе с вашими детьми и женами. Сотрем нахрен вас всех. Парма, ты ногчу, ты чеченец, да? Это важный вопрос вообще. Ты чистокровный чеченец вообще или... Конечно, важный вопрос. Да. Да? Ну, для Или любого здравого полукровка? человека насиловать женщину это ненормальная же тема, нет? Да подожди, ты куда лезешь? Для него Эйми? нормально. Я с Парматом разговариваю. Он объяснить может это. Алло. Из моего рода ни с отцовской, ни с Смотри, материнской Пармат, ты линии говорю, я за еще всю, раз вопрос за тебе всю, задаю. за всю Ты историю чеченец? не смотри. Еще раз отвечаю. За всю историю ни с материнской линии, ни с отцовской линии у меня не было ни чеченцев. Все хорошо. Я просто, смотри, это... Я вообще как на тебя вышел? У меня есть один друг, тоже чеченец, но он, альхамдулилля, машалла, такой хороший брат. Просто, ну, там, Алхамдулилля. короче, смотри, Пармат, вот смотри, ты сам, вот чеченец, как и свою историю знаешь, ты, вот как она вообще? И вот Да, конечно, знаю. от кого ты произошел, ты знаешь? От Знаю, детей конечно. Адама. Правильно вот здесь вы сказали. Не, вот Пармат, ты что говоришь, от кого? Я говорю, я знаю. От кого ты, ну? Мы последствия инцеста. Собордия de Allah, собордия, дуафта, юхается Христос. От хуритов и индоевропейцев. Индоевропейцы, индусы, что ли? Нет, Показывай. индоевропейцы, белые люди. Белая раса на Кавказе жила, туда пришли хуриты, Вот шумерии. смотри, а все В чеченцы, результате смотри, завали все вот свою чеченцы, ты говоришь, хлеборезку, пока я не ты, закончу. ты чеченец, Я не могу тебя Баранов. перекрикивать. Он здесь несколько раз бывал, слушал. Говорит, как первый раз произошел. Он давно здесь сидит. Мозги компрессирует, пришел. а смотри, очень хитро, когда, смотри, вот, отключать аудио, да, потом свое выговаривать, не давать, ну, то есть мое мнение. Ну, хорошо, ладно, я сам сделаю. Первое, я Ну, тебя не выключил. Во-вторых, Салам я ни алейкум. слова не Салам сказал, алейкум. как тебя выключили. Что значит и свое выговаривать? От кого Салам вы алейкум. Ну, смотри, хорошо, вот ты чеченец говоришь. которая жила от белой говоришь, расы, что- которая жила на Кавказе. Туда пришли хуриты. В результате их смещения произошел этногенез нацких народов. Эй, послушайте, тут ты говоришь, Ты что кто ты такой? А, чеченец. Салам пожалуйста. алейкум. Салам алейкум. Подожди, я даже что обожди. Ты почему обезьяны смеешься, я не понял. Мне смешно просто, да послушай меня. От чего Если смешно? вот ты чеченец, я вот, у меня есть братья чеченцы, От чего они смешно, вот я не уважают понял. своих родителей. А почему? Алло, Вот, алло, А? обезьяна. От чего тебе я смешно? тебе говорю еще раз. У меня есть братья чеченцы, Да альхамдулилля, мне я их плевать. знаю. Мне вообще Они плевать. уважают От чего своих тебе родителей, смешно, да? обезьяна? А почему ты не Тебе от уважаешь чего своих смешно, родителей? я спрашиваю, обезьяна? Ну, от тебя смешно, ты имеется в виду, Что я не знаю. значит от тебя смешно? Что я смешного сказал?
Не то, что ты смешной сказал, ты сам смешной по жизни. А, ты от себя смеешься, да? Не, я от тебя смеюсь просто, Ну, я понимаешь? ничего смешного не сказал. Я вообще не смешной, но ты смеешься. Значит, ты от себя смеешься. Не, ну, я смеюсь от того, что такой взрослый человек, короче, и какие-то, наверное, мусульмане, наверное, обидели его в жизни, короче, и он начал обсирать, короче, если религию Аллаха, тем самым, что ты для себя хуже делаешь, понимаешь? Я от Но ты этого в я это смеюсь. веришь, что рассказываешь сам? Что меня обидели мусульмане, и я просто сижу и обсираю религию. Ты в это веришь? Ну, я не знаю, у меня догадки такие, что, может, тебя родители мусульмане бросили, я не знаю, или отдали куда-то, или что. Почему ты начинаешь обсирать религию самую Ну ты красивую, почему самую свою религию не гордую, самую знаешь? Что сильную, тебе которая... говорит Аллах? Тебе Аллах говорит, что может быть хуже предположения? Что кроется за предположением, кроме заблуждения? А ты следуешь своему предположению. Ты даже не мусульманин. Ты самая настоящая тупая обезьяна, которая следует своим предположениям. Обезьяна ты. Хорошо, ладно. Нет, Смотри, ты говоришь, я ладно. предполагаю, Ты не я ответил на вопрос. думаю. Ты не Тебе ответил на мусульманин, вопрос. если ты мусульманин, тебе запрещено следовать за предположениями. А ты следуешь за предположением, что у меня родители бросили там, Я не и следую. Я не я там следую за предположением. обиделся на мусульман, сижу тут просто-напросто с бадуна, обсираю ислам. А с Не чего следуй ты предположениям, обсираешь будь ислам вообще? С мусульманином. чего? Нет, с А я, чего ты? наоборот, проповедую ислам, распространяю сунну и не останавливаюсь. Хорошо, у твоей религии, у твоей веры вообще есть там степень, ты говорил в своем видео, я видел, да, ты говорил, ты веришь в следующую степень, да? В моей вере есть только вера в Бога, и все. Больше ничего там нет. Ты можешь единственное спросить, в твоей вере есть вера в Бога? Все, да, все, больше ничего, никаких вопросов к вере в Бога быть не может. Вера в Бога и все. Больше ничего там нет. Есть Бог, есть вера в Него. Все. Ну, кто-то должен его подробно разъяснить. Что значит кто-то должен? Ты хочешь сказать, что у Ну, тебя Камал, объяснение тупой этого человек Бога? где-то в конце. Нет, Ты хочешь в сказать, что конце у тебя где-нибудь есть свет. объяснение, подробное разъяснение Бога? Да. Такой дурак, как в Какое? ислам поверил. Где это объяснение? Скажи мне. А скажи, В исламе? В исламе есть кто-то нам донес религию и объяснил. объясни. У В вас кто? Имеется в виду, смотри, у тебя внутри. В исламе есть восточный царь, который там создал людей, чтобы они ему ноги кидались, короче. Одних он создал, чтобы жарить в аду, других создал, чтобы отправить в бордель. В этого Бога я не верю, братан. Он не является Богом, который сотворил все. Он не сотворил меня. Я верю в Бога, который... А Аллах из ислама, который описан, он не является тем Богом. Я тебе говорю, у тебя есть описание нашего Творца всего. Ты не понял вопроса. У тебя, например, в исламе есть описание Аллаха, как в комиксах Марвел есть описание Спайдермена, Бэтмена. У тебя точно так же есть описание твоего Аллаха. Но я не говорю Ну, он Аллах, я сам говорю себя о нашем описывает. Творце. Наш Творец сам себя описывает в своей книге, что он
Как возвышенный. он сам его рукой великий. написал, да, и отправил вам через почту. Да. В Твой этом, Коран ну, написал Али, Зайд ибн смотри, Харис. оставь его. Смотри, Зайд послушай, ибн Сабит, точнее. Когда умер Мухаммед, подожди. Умар пришел к Абу Бакр, откровение Сахих Бухари, 3-4 хадисы. К нему пришел Умар и сказал, вон при джихаде и Ямаме умерло много людей, которые знали Коран. Я боюсь, что умрут и все остальные, тебе надо записать Коран. Они пригласили Зайда ибн Сабита, и Зайд ибн Сабит записал Коран. Они, смотри, они Коран собирали. Своему Сахих хадису. Смотри, они Коран собирали со асхаба, чтобы до нас все это, ну, сохранилось, понял? Просто смотри, вот ты говоришь, твой Господь у меня внутри, то есть он у тебя в голове, да? То есть ты как, то есть по своему образу ты его выдумал, получается, и ты ему следуешь, как бы, да? То есть, получается, другие люди тоже... Подожди, я не ты что ты такой... Так, Никого не выдумал, никого не представил, никого ничего не думал. Я взял ислам и увидел, что это полный бред и херня полная. То же самое с Библией, то же самое с Кецалькуатлом, Зевсом, Одином, Вишну, Яхве и так далее. ну, Я хорошо, не верю ты ни для себя одного решил, Бога, что есть которого Бог у тебя в написали и голове, придумали люди. Не, у тебя Единственное, в что голове я свой оставил Бог. себе, что все это кем-то создано. Все. Есть вопросы конкретные. Что-то есть? Там ислам, правда, там доказательства ислама или что-то я где-то исказил, Кем или создано, где-то ты я говоришь, соврал. интересно? Есть что-нибудь? Конкретный, давай слова. Просто Соврал? зря время так. Про красоту Ты ислама он всю говорил, трассу можно? врешь, как ты начинаешь про ислам говорить, Одно ты всю место трассу скажи мне. врешь. Одно место скажи, где я Раздал. соврал. Имеется в виду, ты врешь, что ислам это уже Одно место. это полная херня, Астафа. Ты вот так говоришь. Ты в наглую лжец, понимаешь? Ты врешь. Это не лжец, это мой вывод. Это не лжец. Ну Где ты я, как ты когда сказал, про где я ислам наврал? рассказываю, привожу Ну, это хадисы твой или вывод. еще Ну что-то? ладно, я Где говорю, толку? что это ты лжешь, как бы, да. Если это Где? твой вывод, это лично твой вывод. А для всех нас, ну, Я не вместе, для лгу, это мусульман, мой ты врешь. вывод. Нет, Ну не это лгу. твой вывод. Лично для Нет, тебя это твой вывод. А так наше нет, высказывание для нас, твое высказывание для нас, это вранье, это конечно. ложь. Это для вас не вранье. Для вас, у вас просто другое мнение. Вы считаете это правда и верите, что это правда. А мое утверждение, точнее, мой вывод, что это брехня, потому что я его пропустил через У тебя с критическое мусульманами, у тебя мышление. физически даже духа не хватит. Вот у тебя, Да, ладно, конечно, вообще ты духа говоришь не здесь, хватит. говоришь, Против 1,5 миллиарда говоришь. сумасшедших Подожди, вот этих подожди, мусульман на и личность, духа мне не на хватает. личность не переходи. Не надо Ты, переходить, если, хорошо. смотри, Орел, ты можешь Смотри, ладно, я договорю, что-то доказать. просто парня Подойди, понимает. алло, 17-я Да, база, ответь, алло. Не переходи на личности, если ты хочешь вот этому кефиру обосновать ислам, приведи какие-нибудь примеры, доказательства, как ты уверовал кефир хотя это бы, кто? объясни. Вот формат. Он кефир, я не знал. Тут, Хорошо, смотри, имеется в 58, виду, смотри, смотри, алло, 17-я база, ответьте, 17-я база, тут 58 человек. Ты, пользуясь случаем, можешь разъяснить, как ты принял ислам и как, что тебя зацепило, что там, вот такое, именно ислам, что правильно, вот такое. Разъясни, бисмилля, мне тоже это, в мою копилку. Я тоже слышал здесь про красоту ислама, он говорил, просто можно поконкретнее, красота ислама, где? с дозволения Всевышнего я начну, смотрите, ислам, он был, и когда был Нух, алейхиссалям, Ной, да, ислам был, когда был Ибрахим, да, ислам был,
когда был Иисус, алейхиссалям, то есть Иса, да, то есть ислам, он был всегда. То есть это, то есть ислам, это как бы, я не знаю объяснить, но в общем это вера, в общем это вера, по сути говоря. Можно вопрос? Иисус Нельзя вопрос, ходил? нельзя, я говорю, нельзя. Секунду. Нельзя Можно, вопрос, конечно, подожди. можно. Нет. Кефир, Режим подожди, проповедника ты не включить тут не практически надо. еще, ты свеженький. Алло. Кто не даст тут режим проповедника включить и болтать? Мы тут будем говорить. Нет, режим проповедника включать не надо. Ты говоришь, что во времена Иисуса, да, был ислам. Скажи, пожалуйста, Иисус совершал хадж в Мекку? Слушаю. Тогда хаджа не было. Тогда был... Секунду, теперь я тебе объясню твою же религию. Теперь я... Освобождаешь дела, свободы. Теперь я разъясню тебе твою религию. Завали свою хабареску. Не завали свою, вот ты сейчас сам завали мне здесь. Завали Я свою сейчас хабареску. смотри. Давай, ты сам людям не даешь говорить, потом... ты не знаешь ислам, я не дам тебе... Давай еще перебивать тут. Ты не знаешь ислам, поэтому я тебе не дам лгать. Я тебе не дам лгать на религию Аллаха, коверкать религию Аллаха. Хадж был провозглашен Ибрагимом, когда он возвел дом Аллаха. Аллах говорит ему в Коране: «Аболтус ты тупорылый, возвести хадж, и пусть все, у кого есть возможность, придут к дому Аллаха». Хадж провозглашен во времена Авраама. После Авраама было огромное количество пророков. Мы остановились на последнем, Иисусе. И я тебе задаю вопрос. Ты можешь привести мне пример, что Иисус совершил хадж в Мекку? Да или нет? Ты же говоришь, что тогда был ислам. Я слушаю. Тогда он был не такой, он квадратный. Подожди, Пармат этот. Я в этом вопросе, просто ты на эмоциях, когда меня брал, я ошибся, короче. Бывает это у всех, это нормально. Я сейчас вообще того сделал, я забыл, что реально, да, Ибрагим, алейхиссалям, это все возвел, по сути, хадж. Насчет Иисуса, смотри, Иисуса я не знаю, вот, когда что он хадж совершал, но я знаю, смотри, что все посланники от Бога, все посланники, которые доносящие веру, все они до единого делали своей головой суджуд на землю, суджуд Аллаху. Вот так вот, они все поклонялись. Алло. Ты слышишь? Сатанисты, персы перед своим царем Шахом тоже делали суджуд, и что? Да они не мусульмане, какие они мусульмане? Если какой-то человек каким-то творением, человеком или крестом, это неверующий человек. Секунду. Если человек из-за того, что он своим лбом падал ниц, делает его мусульманином, то он, буддисты, сатанисты, все являются мусульманами. Это не является доказательством, что Иисус был мусульманином. Если Иисус был мусульманином, то на него священная обязанность совершить хадж в Мекку. Ты можешь мне привести такой пример? Смотри, этот вопрос требует разъяснения у обладающих знания. Смотри, Иисус, когда хадж делал, я не знаю и не могу сейчас прям вот здесь, как ты говоришь, лгать, да. И то, что Хорошо, я не знаю... Хоть одного пророка назови мне, который вот эту бедуинскую пустыню хадж делал и сосал их черный камень в Каабе. Одного приведи. Еще раз вопрос задай нормально, человеческим, не оскорбляя. Хорошо, раз если ты говоришь, что говорит, что вот так, почему я должен его имя произносить? То есть, смотри, ты повторяешься, да. Ты мне повторить говоришь вопрос? Повторить мне или нет?
Или ты просто говорил это? Ну ты повтори нормально, только без оскорблений. Да, я понял уже, повторяю. Вот ты, если ты Я начал понял, такую, это тебе просто... пророк Мухаммад, Тебе вот, саллаллаху алейхи ты вассалям. вообще замолчать можешь, нет? Замолчать можешь, нет? Тебе был задан вопрос, конкретные люди тебе задали вопрос. Разъясни нам красоту ислама, почему ты уверовал в ислама, его истинность и так далее. Ты включил режим проповедника и дошел до нуха. Какого хрена вообще тут но? Какого черта вообще какие-то пророки еврейские? Нет, тебе задан конкретный вопрос. Разъясни нам красоту ислама. Почему ты принял ислам? Почему ты мусульманин? Что ты там нашел? Но ты начал с этой истории. И тебе конкретно вопрос задали. Раз ты говоришь, что ислам был так давно, что все пророки были мусульманами, называть одно имя одного хотя бы пророка, который совершил хадж Каабу к дому Аллаха по адресу Мекка, Кааба. И все. Алло, меня слышно? Алло. Слышу, слышу. Ну, Начинает дур кричать. не, просто я рассказывал, короче. Я не знаю, кто меня выключает, потом начинает этот парма умничать, короче. И О, не свою выключайте вот такими его, паузами пожалуйста. есть правоту берет. Ладно, Да, подожди, если да. как я принял ислам, хотите, вся аудитория хочет знать, как я принял ислам, Вот, да? да, Ну, что тебя там зацепило, что там ты нашел, красоту ислама, вот. я не принимал ислам, альхамдулилля, я родился мусульманином, и Аллах меня создал мусульманином, то есть, как и моих родителей, альхамдулилля. Вот, и я, альхамдулилля, на этой дороге Да, не Сармат, сожалею, это что... чисто этнически. Это этнически, как Не? и я. 80. Джихад он не делал? Чего? Смотри, но есть, короче, такое в исламе, что человек своим словом вылетает из религии или действием, вот как Как оскорбляет религию, не выпущенная стрела смеется. из лука, как Да, выпущенный вот. Ты в Хаймерс каком... из Но снаряда. альхамдулилля, да, есть такое, да. То есть Ты я какого не такой... вирда? Вирд у тебя какой вирд? Что за вирт? Что это Аузу по-русски, биля, если Ибрагим вирт? Никахо, что это вообще такое за вирды, не вирды? Тарикат у тебя какой, он спрашивает, Вирд. тарикат. Не, я же говорю, я мусульманин, субханаллах. Какой тарикат? Что Ты говорить? подожди, ты этнический. Аузубиль, ты же этнический. Какой этнический? Мусульмане не бывает не этнический, там, Собор, традиционный. ахи, ахи. Ты родился Есть мусульманином, верующий ты человек, сказал. и есть неверующий человек. Подожди, Нет, ты сказал, Ибрагим, что ты от родителей мусульман. да, А твои родители ну, что, салафитами были? я же еще раз говорю, как салафиты, брат, я не знаю, я Вот, знаю, неудобные есть. вопросы задаешь постоянно, Ибрагим. Я это кто? Я это Россия, это я герой стида. Смотри, Нет, значит, подожди, есть, если ты от родителей, они бы тебя же свою религию выучили бы, ты просто как бы этнический мусульманин, а альхамдулилля, потом, вот, ислам, что ты, машалла, а потом, что тебя зацепило, когда ты сам уже начал понимать, вот что тебя зацепило? 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 Да, Ну, да, смотри, смотри, зацепило, давай, то есть ты хочешь сказать, что, то есть, в какой момент я углубился в религии, какой пора момент ты находить, принял да? ислам? Какой момент ты принял ислам? Не вот этот тагутский, а ты же говоришь, что ты мусульманин, альхамдулилля.
Ну, я принял ислам, когда меня, имеется в виду, не считали мусульманином, короче. Там был диспут, ну, диспут, да, такой же, как этот самый. И, короче, я начал, ну, интересоваться, а что, где, почему так, короче. И мы начали открывать. Они свои там источники, я свои источники. И короче, дело дошло до того, что мои источники где-то, короче, они останавливались, короче, они недостоверные, понял? И вот таких очень много было у меня, короче. А У тебя вот какой видишь, был? У ты тебя... из-за Подожди. своего незнания и слабости веры в тарикат играл. Понимаешь? А? Может, у тебя просто знаний Не не было понял. в диспуте выиграть против ваххабита, а? Нет, смотри, ваххабиты, салафиты. Не надо какого-то человека именем. Ну, а пророк же сказал, будут 73 течения. Нам же надо как-то вас различать, братан. У меня сейчас вот, да. Имеется в виду 73 течения, это уже, блин, когда подсудный день, короче, будет. Ну, к этому же и так Нет, вот почему ты допустим, нужно. коверкаешь опять? Нет, не подсудный день. После меня моя община разделится на 73 течения. И одна только попадет в рай, До он сказал. судного дня. Судного дня. Да Это его судный слова. день, он прямо при Судного. жизни говорит, старина, прямо при жизни, он, когда его спрашивают, когда наступит конец света, он показывает на молодого парня и говорит, до того, как этот парень постареет. Судный день он показал 2 пальца и потом говорит в другом хадисе, я и судный день не спосланы вот так близко. Понимаешь? Сахих Подожди, Муслим про судный хадис день это кто сказал? 2000, Сахих Муслим 2953 хадис. Передается от Анаса, Ага. что некий мужчина спросил пророка, когда наступит судный час. Пророк указал на юного мальчика из числа ансаров и сказал, прежде чем этот мальчик состарится. Как там ты еще раз, просто есть хадисы ложные, короче, есть. Сахих Муслим. Сахих это Сахих. Спасибо. Муслим. Сахих Можно что сказать? значит? 2953. Достоверный. Сахих Да, значит вот. достоверный. Но в Вот. Бухаре и в Муслиме есть достоверные хадисы. Опять 25. Подожди. Это у вас всех Абу София облапошил там. Как? Парма. Не, я с тобой дальше, братан, уже все, как бы, я не могу с тобой. Ты слишком глуп, ты мне мозг сломаешь. Сахих и Бухари, Сахих и Муслими есть недостоверный хадис. Такого бреда я, конечно... Не, Парма, такое есть. Абу София говорил. Парма, давай, хорошо. Вот. Не знаю. Ты вот имеешь в виду просто понять хочу. Нет, ты если хочешь со мной дальше говорить, тебе надо свои тупые слова взять назад, что в Сахихе Муслима и Сахихе Бухари есть недостоверные хадисы. Потому что ты солгал. Сахих значит достоверный. Сахих Бухари сборник, который сделан из 700 тысяч хадисов Бухари, взяли 7 тысяч достоверно. Сахих Бухари, Муслим, там достоверных нету, есть, то есть недостоверные там тоже есть. Бухари, какой? Назови один хадис Сахих Бухари недостоверный. Вот Назови один радио, недостоверный Сахих Бухари хадис. Я слушаю. Алло, слышишь? Я слушаю. Алло. Назови один достоверный.
Да там полно недостоверных, субханаллах. Вот, допустим, суфисты приводят пример, что Теперь завали свою хлеборезку и слушай. подожди, я говорил, Хлеборезку завали и слушай. Есть ли Сахих и Бухари и Муслим сборника вымышленные хадисы? Вообще нету. Вообще нету. Назови мне одного ученого, одного алима, который когда-то нашел Сахих и Бухари, Сахих и Муслима недостоверный хадис. Я жду. Абу София Ротару. Нет, такой бредовый диалог я продолжать не буду. ты меня уже включаешь. Вот этого шейха, который ты включил. Это я себя возомнил посланником Божьим. Можешь доказать, что я не посланник Божий? Алло, Ахи. Слышишь, Ахи? ты мне это говоришь? Я посланник, тебя спрашиваю, можешь доказать, что я не посланник Божий? Алхамдулиллах. Ты посланник? Да, да. От кого? От Бога. От Бога или от какого-то там, я не знаю. Хорошо. Какова твоя религия? Посланник ты. Меня Бог создал. Ты Луну можешь через НАСА доказать, Луну, что расколол? Я могу через НАСА доказать, что Луну не раскалывали. Он может доказать. Это очень легко и просто доказать. Я могу за 5 евро слепить видео, что пророк Адам принес, разделил, подтвердил. С таким нашитчиком, короче, да, плачущим арабом. Милость Господа. Он Вся милость Если Господа. хочешь, чтобы тебя как пророка признали, ты какой-нибудь ролик хотя бы сделай под вот этот наши известный. Да, надо так, да, чтобы хорошо, сделаю, проблем нету. А ты докажи, что не посланник. Парма, я у тебя видео видел, короче, один война заходил к тебе. Он тебя назвал Пармут, ты его, короче, убрал сразу, есть. Вот ты до этого, короче... Я с тобой вообще не буду разговаривать, ко мне не обращайся. Он до этого, ты говорил, смотри, как твои родители, как чеченец, вот ты говоришь, я чеченец, родители не можешь. Слушай, я тоже чеченец, тоже посланник Божий. Вот ты докажи, что нет. Оставьте человека, дурачка, оставьте в покое. Давай другую тему. Слушать-то зашел. Видишь, гасить мове, там, может, человек ищет там что-то. Да, он ищет, он еще ищет, он найдет. Сурсада. Иншаллах, рахман. Не обязательно сурсадовский там, может, интересно человеку. Вообще, любой человек, размышляющий, он всегда пытается понять, зачем он создает, ответы найти. У них новое течение, непонятно, название. Просто мусульмане какие-то, но не признают ни одного шейха, Коран не признают. Смотри, Парма, люди, знаешь, что говорят? Мои земляки, что ты никакой не чеченец, а русский человек, короче, понимаешь? Или, я не знаю, какой-то другой нации, или какой, чтобы, понял, такую тему качать, короче. Алло, слышишь меня? Кому не лень, качаете же ислам. Короче, какая разница? Ты почему своих родителей, субханаллах, почему мать, которая тебя родила, это самое, обляешь ее? Ты можешь, он его оставь, он с тобой не говорит, можешь привести вот этот довод, момент, где твои аргументы оказались слабее, чем ваххабистские? Мои аргументы? Да, Алло. да. Ну, помнишь ты, как вот этот момент,
Что тебя зацепило? Я не понимал, ну, вообще, вот, шагаду, если честно. Ля иляха илляллах. Мухаммад Абду Расулуллах. Я не понимал этого. Потом мне они разъяснили подробно, с далилем, с доводом из Корана и Сунны. Альхамдулилля. Глаза открыты. Даже шахаду неправильно И произносите. все, что ли? Вот так вот просто, и все? А? Это не просто, братан, ты чё? Шагаду, что не только понять, это не просто. Раньше асхабы только это и знали, то есть единобожие, да, чисто вот это. Ля иляха илляллах, они только это знали, и этим жили они. Субханаллах, брат, ты о чем? У тебя, наверное, сейчас... Они знали тогда Бухари хадисы? Бухари, смотри, Бухари хадисы. И ты, Ибрахим, ты как, ты мусульманин или кто? Как? Я 80-ник, я на 80%. Dedi Gaucho Marshall, this is Masarga. Подожди. Хадисы вообще это действия пророка. То есть вот Господь нам говорит прямые, да, аяты текста. А вот то, что делал, допустим, наш пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, то есть его действия, то есть какой намаз, если он пропустил, или там в намазе ошибся, или омовение, как правильно брать. Этого в Коране не найти. Это только в хадисах бывает, которые основаны на Коране, да, как бы. А что если тебе лапшу на уши навешали? Насчет? Ну как ты уверен, что не навешали? Как вот объясни? Я? А почему? Да. Даже, как имеется в виду, у меня есть знаешь, ответы. Смотри, подожди, Орел. Лапшу, не лапшу. Ты знаешь, что из 600 тысяч хадисов Бухари выбрал 7 тысяч, около 7300. Я всегда эту цифру забываю, но плюс-минус там. Собрал, то есть, да? То есть из 600 тысяч собранных им хадисов 7300, ну, плюс-минус, да? 7300 оставлены и записаны им. Как тебе такое, Илон Маск? Ну да. Есть, смотри, есть такое мнение, что вот у Бухари, да, и у Ты него же была... понимаешь, что до Бухари 99% люди придерживались того, что Бухари выкинул. Бухари... Повтори еще раз, я не расслышал. Как? Вот смотри, Бухари выкинул 99, ну почти 99% хадисов. То есть 600 тысяч, из них 7300. Ага. Давай 98, пусть будет, округли. 98% хадисов выкинул к чертовой матери. То есть 98% людей на тот период, они проповедовали, практиковали то, что Бухари выкинул. Выкинул? Да. Смотри, ты говоришь, извини меня, вот я плохо мне слышно, вот 90 он... Еще раз повторяю. По-моему, прерывается у тебя там, понимаешь? Да. То есть он, по-моему, 16-летнюю или 23-летнюю, там можешь погуглить, найти книги, все вот это.
за свою деятельность хадисоведческую он собрал якобы 600 тысяч хадисов, что абсолютно по-математически невозможно. Даже за всю его жизнь без остановки, если бы он родился, из кроватки детской вылез бы и пошел бы, начал искать хадисы, и до своей старости, сколько он там прожил, 60 с лишним. В это время он не смог бы, то есть, подожди, он математически не смог бы вот столько это собрать, то есть это физически имеется в виду, если ты по математике подсчитаешь. Ну, даже если он и собрал это все, собрал 600 тысяч, из них 7300, то есть 98% он выкидывает, и вот это неполных какие-то там 2%, 11 с копейками, их оставляет. То есть вот эти все люди, с кем он общался, у кого он собирал хадисы, они на тот период проповедуют, исповедуют, практикуют вот это вот 98% то, что он выкинул. Понятно, да? Бари собрал, да, 7 он, чтобы один хадис там есть так его. Это у всех так лагает интернет. Масса ревью лагает, или только когда он говорит, он лагает? Нет, у него торнадо связь плохой. Торнадо связь плохой у него там. Ну, конечно, я вдруг... Да, у тебя лагает вообще, интернет лагает. Надо тебе или место, там, Wi-Fi что-то подкрутить, подшаманить. Ну, сейчас нормально слышно же. Ваша, у тебя акида какая? У меня? Да, у тебя. У меня ахлю сунна валь джама. Все понял. Спасибо. Вот насчет Бухари, Сахих. А? Врешь ты, какой ахлу сунна валь джамаа? Ты Бухари не признаешь. Что ты врешь? Подожди. Ты сначала у своих родителей прощения попроси, потом со мной на связь выходи, хорошо? А ладно, Я уже... безмозглая. Не чеченец ты, блин. Что ты прыгаешь, скакун? Подожди, это не Пармат, орел, это вообще другой, ты сейчас путаешь, я на него наехал. Он тоже не понял, с чего это ты на него наехал. Это не Пармат, это другой. Он же до этого говорил, что там Сахих Бухари там недостоверные. Он хотя бы одного имама, шейха, вот ты придерживаешься, кто тебя учит. Ты говоришь, какие-то ваххабисты тебя Ахлю Сунна научили. Чем они руководствовались? Какими писаниями? Или у вас свое какое-то писание? Что ты зашел, тут уже час гонишь одни гонки у тебя. Это на самом деле. Я слушаю его, он кафир 100%. 1000% кафир он. Да. Он... Я тебе делаю такие, ввожу тебя. تعالى وبركاته الصلاة والصلاة الصلاة من يهدي الله فما يضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Не, если ты до салама на римский лад, да, салам нужно, ассаламус алейкумус ва рахматуллахи ва баракатухус. Но бада 3 раза.
Весело. Куда делся этот грязный кефир? У меня разговор с ним есть. Шалом алейкум. Руку Вы тянет, понимаете, руку что у тянет. него знаний нет, и начинаете его терзать со всех сторон. Это же некрасиво. У тебя О, есть Халиф, С вами наблюдаю, кафира. ну, видно же, Отруби ему только голову, он даже кафира. выходит неправильно принимает. Погоди, Я оставь его, пока. я его поставлю на рельсы ислама, иншаллах. Пустите Кракена. Машаллах. Халифа поговорить наших православных мусульманов. У нас тоже есть свой халиф православных О, мусульман. Халиф православный, разреши мне отрубить ему голову, этого БК. Подожди. Это что за муслики появились? Вообще, короче, слабые. В каких-то кефирских странах шляются аяты, хадисы, Аллаха не признают. У Халиф, вас этот вообще да, тут заврался, говорит, что он ахлю судна валь джамиа. Аллаху Экбер, четырехслойный турецкий. Да и прыгает пес одной на другую. أهل السنة والجميع Да, да, ахлю судна валь джамиа. Я из него шаита сделаю. Он когда зашел, сказал салам алейкум или салют сказал на древнеримский лад. Аве салюта и ларицу Salve, 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 salut. Саве, что лучше. يصلون Шалом, Алла, шалом, эгон, шалом. رجل شو قال لك ايه وين يا ابوي عم يعمل شو الله بك اريول دك What söyle var بعدك ديش بعدك ديش iştal هو ertesi комнате около машдяш бособнахан. Цочуан халаши то есть бабя ши та сонит. Йо цочур эрвел дол делцашин короче. Сонит бо Согоди босуг дючуте Сясу девин короче суг дючу ши короче. Ваш ши авухар сунна воша виш аз башш сарна воша виш аз паддернст чу ламаз дешаш нас хастиас ши. Сяла воку киде. Вот это ешь, А ты рассудительно, я тебе скажу, как царь Соломон. Госдепартамент, перезагрузка, госдепартамент. Джин заскочили. Запалки, гушер. Короче, судич шияш балбес воша аз бох شووشا لات داش داس ارادو لاتي ليش كروتشي شو لات داش داس ووشا بلتاتيش عاشتو شو قزابوش ووشا لاتي توادر سوش لاتش باتش لات بعر بولش بات Латюштер, обычно лат, уайсандаш, чуть натравить. شيعة ووخسوك يو واجويتس واج سنة وو يو إسو إي واجويتس وكر أزبوخ شيء تاخوكي حاجة شوش ووشا ويتساتس ويتشاش ووشا دا آلو ووشا دا آلي تنسول ويناس شيء إذا ووشا باقيات يو درجيت ده как в жизни да И Абу София, هو تусаш, вот сажим, толерантность или есть. إبراهيم تعرف خلاص ديك ويست خول شساي وقار تا أجريسي تسيرسان نرمان نشت عادي تار إبراهيم نرمان ويست خلر ساك إنترست ناخلر Чулиано, Сюли, Васар, Кесум, Чулбаш, Дин Дойш, Ислам Дойш, умер Чватсвей. Сасин Курбиса. Ну, целый стадий, Степан, целый стадий, он как раз вот выползание из этого сарая. Шошан, Аллатовича, Сюли. Мечау. Вау.
Вот Абу Орел выставили. Шевли, да? Шевли, говори, тебя включили. А что это я на стадии возбуждения, когда я был, отрубаете, короче, когда я уже остываю, здесь обратно включаете. А ты на кого тут возбуждаешься? Не надо тут возбуждаться. Свободно. А ты Не надо что? троллить. Не надо троллить. Давай, высказись. Что я так? Я продолжил там. Насчет... кто-то говорил, что, ну, типа, кто тебя наставил, на чем они, кто-то спрашивал вроде такой вопрос, да? Альхамдулилля, меня братья Ахлю Сунна валь Джамаа наставили на истинный путь. Обработали, да? Нет, нормально. Это чисто религия. Вот. Это то, с чем пришел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Где доказательства? Почему мы ее не видим? Что ты там А? увидел? Подожди. Смотри. Ханафи пришел с тем, что пророк принес. Что? Пришел? Ахмад бин Хамбаль пришел с тем, что пророк сказал. Шафиа пришел с тем, что пророк сказал. Или этот самый Малик ибн Хамбаль. Все они пришли, что пророк сказал. Так, подожди. Безбородый мальчик. Кто? Если до него... Без разницы. Но если дотронуться до безбородого мальчика, омовение портится или нет? В шафиитском мазхабе портится. Ну, в том-то и дело, что у тебя пророк кто? Шафиа или Хамбаль, или как теперь понять? Кто там подсказывает? Пускай сам говорит. Дай ему телефон. Подожди, Сабарди. Это мой друг. Он все 4 мазхаба это просто как школа правовая. Допустим, если мы спортсмены, да, к примеру, я занимаюсь там школой Ленинского района. Кто-то занимается в школе Первомайского района. Но у них вид спорта один как бы все равно. Тут разницы нету. Не, смотри, разница есть и огромная. Кто-то говорит, что омовение от безбородого мальчика портится. Кто-то говорит, что не портится. Кто-то говорит, если ты там с вожделением дотронулся, портится. То есть у всех по-разному получается. А который правильно? Смотри, когда вот такие вот разногласия, да, допустим, это таких разногласий миллион, да, в исламе. Смотри, вот эти разногласия, они идут вот так, да, они по цепочке идут, там, да, допустим, идут. Вот, к примеру, вот, на примере, да, сейчас я, чтобы не отойти от темы, вот, борода, к примеру, что сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, что отпускайте бороду и подкорачивайте усы. То есть, вот первый далиль, что бороду вообще нельзя брить. Потом пришло от Ибн Умара, по-моему, если я не ошибаюсь, да простит меня Аллах, или от сахабов, короче, пришло, что надо в кулак, короче, его. Алло, слышно меня? Да, слышно. От сахабов пришло, что надо его в кулак, вот так, если кулак за кулаком уже, там, борода, его можно лишнее убрать. То есть, это тоже как далиль идет, понимаешь? Потому что
сахабы, то есть они чандой не занимались, они знали лучше религию, то есть они неспроста это брали тоже, как, понимаешь? Вот две версии, то есть вот есть одна такая версия, есть такая версия, но они оба правильные, понимаешь? Нет, не понимаю. Как тебе объяснить, я не знаю тогда. Еще раз, что ли, повторить? Вот смотри, например, христианин мне говорит, что Бог, он един, но их три. То есть он пути Господни неисповедимы, и Господь Да, делится на три, если хочет. Подожди. смотри. Он может в образе Отца, Сына и Святаго Духа объявиться, короче. И это все один. Ты понимаешь такое? Нет, смотри, это я понимаю, эту секту я прекрасно Ну, понимаю. почему? Смотри, Почему это секта, а твоя не ну, секта? я Это тебе как? объясню сейчас, почему это секта. Потому что вот я вот, если меня здесь слышат, вот, которые люди себя причисляют к людям Писания, то есть если вы слышали, раньше был такой доктор шариатских наук, это непростой человек, тоже доктор шариатских наук, Муртазали доктор. Вот он говорит, его мнение, да, что люди Писания, вот эти христиане, да, люди Писания, они были до прихода пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. После прихода пророка Мухаммада, саллаллаху Это ни алейхи при вассалям, чем. Это ни при другой чем. религии, другой религии нет. Почему ты не признаешь три в одном? Почему? Что там не так? Три в одном? Да. А именно. Когда этот Иисус, Ага. архангел Гавриил, и который на небе там восседает, они все три это один. Что там у тебя? Несостыковка какая? С чем ты не согласен? Но они же не боги, это какие-то создания же, правильно? Никакие не создания, это три бога. Три бога? Три бога. Грибок? Да хрен с ним, пускай хоть это грибок, это одно как бы. Один бог, он на три делится, если хочет, на 18. Да? Да, Не может быть такого. Почему? ему типа по кайфу. Почему? Он не может, что ли, разделиться? Чего там не то? Ну ты же говоришь, их три. Один из них, кто-то все равно главный, кто-то лидер. Да, заведующий. Нет, там все начальники. Они Да не как может бы... быть все начальники. Почему не может? Ты это с чего взял? Объясни теперь. Даже все начальники, они разные, видом разные. Они даже выглядят по-разному, весят по-разному, Нет, мыслят подожди. по-разному. Души разные. Подожди, вот ты какую-то субстанцию там, если берешь пластилин, на человеке ты не можешь это применить, разделить его на три части, и потом он не склеится. А какую-то субстанцию в виде пластилина ты можешь из этого пластилина трех, короче, этих чуваков слепить, а потом его собрать воедино и одного слепить, потом 18 из него можешь слепить или 25. В чем проблема? Дай брату, передай, пусть он сам говорит, что он там По-русски не разговаривать, короче. Он, как объяснить, он националист, короче, понял? Он он меня понимает? Ну, он не может говорить по-русски. У него принцип, понимаешь? По-арабски. По-арабски. По-арабски говорит. Ну давай по-арабски пускай поговорит. Ну зачем? Я же ему вообще
Он сказал, ну, первый день, когда я слушал вас вообще на Ютубе. Я думаю, у него акида вернее, чем у тебя. Из-за того, что он не разговаривает с вами, из-за этого ты говоришь, да? Нет, тебе же советы он дает, у него акида правильная. Но я не знаю, советы он дает вообще по другой теме, не по этой. Это, Хорошо, по смотри. исламу, подожди, товарищ Орел. По исламу Ты, нельзя ты... националистам, ты не знал Ногтя это? хабардуич var. Ey nogtя хабардуич. Товарищ Орел. Орел, я слышу. Ну, я тебе говорю, по исламу нельзя быть националистом. Не знали разве? Там же надо отпустить до самых главных. Ну, он такой, я не знаю. Он лично, вот, он, Хадис допустим, передай ему. имеет Пророк неприязнь Мухаммед, к тем людям, которые Пророк в Мухаммед чужие сказал, дома заходят, бля, и свои да порядки подождите, устанавливают. Вот таким людям у него ненависть, короче. Хадис передай, коренными зубами за прибор отца пускай подержится. Ну, это его мнение. Это же не я. Пускай вы сами завтра с ним созвонитесь и Это тоже не мое мнение, это объясните. мнение пророка. Нет, то, что националист, ты говоришь, имеется в виду. Я-то не националист. Это он такой. Завтра его найдете, вы ему объясняете это все. Зачем сейчас Зачем время? мне его искать, ему это Костецкий и Соситлинский объяснят. Зачем ты тогда Костецкий и его Соситлинский каждый спрашиваешь? день, вот каждый день они об этом только и говорят. Кто? Ваши шейхи, Костецкие, Соситлинские, разные. Что, вообще не Я не знаю, знаю. это же русский язык не знает, он же только на русском объясняет. Ну да. Язык это просто инструмент для понимания. Да, Это не сущность. шейх Костецкий и Соситлинский, они только для ингушей и чеченцев открывают религию ислам. Аллаху Экбар. Да будет доволен ими Аллах. Ну и что ты хочешь этим сказать? Хотя бы одного шейха заберите себе, пусть он националистом, на вашем, аварском, не знаю, дагестанском, какой у вас там язык, хрен поймешь. Короче, на этом пускай он объясняет вашу религию. Да. Что за... Субханаллах, вот. Я, Аллахе, удивлен, когда я Пармата увидел. Я тоже удивился, когда Костецкий, Соситлинский нам, сидя, наши соседи, объясняют хадис пророка, вот мухой, как он сказал. Просто пускай он в Чечню приедет в одной мечети, вот так, прямо упоминая это движение отца, скажет, он оттуда вылетит, знаешь, как торпеда из Чечни. Больше не приедет. Он это прекрасно понимает. Из Турции оскверняя, да, вот ислам и мусульман, вы должны Да, понимать, как этого хадиса, значит, нету, да? Собор. Подожди, никто ничего не оскверняет. Подожди, слушайте. Сразу агрессивничать. Говорят, мусульмане такие вот. Имеется в виду. Кто? Подожди, кто? Ничего никому, никто не говорит. Я вот я что-то где-то гуляет, Пармат, короче, с тремя, может, меняет имена, я не знаю. Вот лично Пармат, вот когда он оскорбляет тут мусульман, религию, он в первую очередь свою мать оскорбляет, своего отца, своего президента, короче, полно, короче, есть он это осознает он? Орел, своему другу вот это покажи.
Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал: если вы услышите, что кто-то гордится своим происхождением, кто-то гордится своим национализмом, своей нацией, то скажите ему, чтобы он схватился зубами за член своего отца. то пусть пойдет ухватит за член своего отца. чтобы он схватился за член своего отца. Зубами. Член своего отца. Член своего отца. Член своего член. Есть достоверный хадис от пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа, что арабы, они возвышены, чем остальной народ. Это негласно мнение ахли сунна валь джамаа. Какой бы ни был в Дагестане нация или фамилия, или в Чечне тейп не был, в Ингушетии какой-то тейп не был, круче, чем Бану Хашим, хашимиты у вас не будет. Я говорю, знаешь, что, Орел, пусть Бану Хашим и Курайшиты схватятся своими членами, со своих отца за коренными, хотя как угодно. Почему? А ты скажи, где что, потому что они возвышенные, чем все остальные. Эти Бану Хашим, Ибрахим, пускай он скажет, где оскверняет ислам Пармат, какие хадисы неправильно он привел. Он же говорит, если бы пришел ко мне, то есть, мусульмане, что-то я там видео у него видел, что я... Подожди, ты вообще кефир или мусульманин? Кто такой? А? Ты кефир или мусульманин? Кефир при чем здесь? Ты Скажи, обманщик, большой обманщик. Я? Да, Пармат не оскорблял религию мусульман, он не оскорблял ни в каком месте и никогда. Он говорил все, что написано в хадисах, но не оскорблял религию. А хадис это что, не религия, что ли? Ты слышишь, что я сказал? Он говорил то, что написано в хадисах, а не говорил от себя. Если прочесть... хорошо, если даже написано, это что, да? не из религии, что ли, или что? Орел, если прочесть ваши хадисы, это оскорбление для вас? Прочесть? Слушай, Орел. У нас оскорбление, если хадис, допустим, Орел, говорит, что... один вопрос. Ответь. Муфти Дагестана, ты его уважаешь? Считаешь его муфтием настоящим и ученым мужом? Считаешь ты своего муфтия Дагестана? Ответь просто, своего? Да или нет. Почему он мой? Ну, ты из Дагестана? Нет. С чего ты взял? Ты? С космоса, с Марса? А это что меняет? Ты просто можешь ответить? Ничего не меняет. Для тебя этот Воробей является ученым мужем и муфтием Дагестана. Ты его уважаешь? Этот Воробей такой же христианин, как и все в России, которые находятся там. Ага, все, я тебя услышал. Все, понял, услышал. Да? Давай дальше глупости говори. Смешно слушать тебя. Не груби. Я не пойму, это как в этом... Это как пираты 20 века, пираты Карибского моря. Смотрите, можно? Минуточку, да, вот я не знаю. Вот я видел у этого Воробья видео, когда он говорил, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, скажет вот этим дагестанцам, там, пустите их, они вот так бедненькие, пустите их вот так скажет пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, да, получается, вот дагестанцы, они тоже придерживаются своей религии, пустите их, вот. То есть это он откуда взял, вот эти слова, вот этот Воробей? Ни в хадисах, ни в риваятах. Подожди. Наверное, откуда и другие берут. А? Откуда и другие берут взял? Так, что ему нельзя, если другим можно? Ты? Другие это кто? Воробей не Воробей, что ли?
Не, я понимаю, сейчас я к чему вы меня толкаете, да. Другие это кто? Да, смотри, да, хорошо, смотри. Смотри, тут такой же самый вопрос. Вот, например, вот эти шейхи исламские, вот эти, например, 4 масхаба. Пророк, когда жил, этого не было, потом какие-то 4 чувака, 4 масхаба сделали. Кто им дал это право? Пророк, Бог, Аллах, Кришна, Будда, кто это дал право вот это делать? 4 масхаба – это правовая школа просто. То есть они сами себя не говорили. Что, Аллах и Мухаммед не додумались правовую школу сделать тогда, да? Они у них, смотри, я договорю сейчас, вот, имеется в виду, они вот эти имамы, все 4 имама, они не говорили, что вот мой масхаб правильный, то есть вот так они не говорили. То есть это просто школа для дальнейшего. Как это школа? Смотри, сегодня, если я женщину коснусь, у меня вот это омовение путается, как говорится, к намазу, когда приготовился, омовение, вот это улетучивается. А когда я в хадж спускаюсь, там я уже с автоматом на другой массу перескакиваю, я могу там по головам женщин ходить, там в толпе женщин ходить, касаться, давиться с ними. И нормально, короче, ничего страшного. Это как понимаешь? Ну смотри, это требует подробного разъяснения. Это итог просто со стороны так, ну имеется в виду так наглядно это все смотрится, что прям такой вывод делаешь. Когда изучаешь, разбираешь прям углубленно, там есть все равно смысл, да, как бы. И имам Шафи, он был, очень образованным, короче говоря. И вот он тоже не брал с воздуха, то есть это его мнение. То есть по мнению шафитов... Углубленно ты говоришь, в штаны залезть или как? А? Не понял. Короче, смотри, здесь в основном, я так понял, ногчи, да, вот все сидят. Подожди, да, мы просто интересуемся. Орел, тому просто долетал, Орел, где вот на этой земле чистый ислам, вот шариатский государство, где-нибудь на этой земле, где есть, вот скажи нам, пожалуйста. Ты как ФСБшник, субхана, ты имеешь в виду, да, Ибраим? Извини меня, конечно. Может, и ФСБшники тоже. Отставь ФСБ, там наша ты можешь ответить? Что... Подожди, ты что, знаешь ФСБшников? Я? Да. Нет, у тебя вопросы, как у ФСБшников, я говорю. Где государственное, исламское государство? Смотри, у нас вопросы здесь не такие. У нас вопросы возникают логичные, как у логичных людей. А ты, короче, их как у бы... меня дома шариат, короче. У меня дома шариат. Как у тебя дома шариат? Ты что, себе руку отрубаешь, когда что-то своровал? У нас дома никто ничего вот не ворует. Вот ворует. ты сиди у тебя дома со своим шариатом. Куда лезешь? Ты сколько? Орел, смотри. А скажи мне, что сказал пророк про чтение Корана над могилой? Свободно, дайте мне чуть-чуть разрядить обстановку. Смотри, вот этот гость, Орел, мы тут, ты же понимаешь, прикалываемся там. Каждый кто-то что-то говорит с сарказмом там. Просто такая здесь обстановка. Чтобы тут не было, как будто бы тебя как шакалы кто-то там кусает. Нам просто прикольно, ты вот эти вещи, которые говоришь. Ну, понятно, что ты там верующий, что хочешь тоже понять что-то. Возможно, да, если ты не какой-то там пропагандист, который зашел. Тоже мы же не знаем. Поэтому ты вот, когда смешные какие-то вещи говоришь, мы тоже как бы там прикалываемся, там с юмором. Понял. Смотри, просто я слушаю вот ваши все эфиры, разговоры, вот этот Пармат, да, вот, что он говорит, что он чеченец, еще там какой-то я бородатого видел,
я не знаю, он говорил, типа, мусульман, он мусульман или не мусульман, типа, с ним этот выходил на диспут. Я не знаю, Бурулхай зовут, по-моему, ее. Короче, это в одной лодке они все, я так понял, короче, есть. Алло, слышно меня? Урукхай есть такое, Криксраунд, боевой ворон. Боевой ворон, о. Не, Да, вот, да, он даже ну, вот орла здесь, может на лету, это самое, сразить. знаешь, как Суньцзы, есть книга такая, Суньцзы, короче, есть. Вот он писал, кто умеет нападать, он действует с высоты небес. Слышал такую фразу? Алло. Да, да, слышно тебя. Ну, я, смотри, договорить хочу. Вот чеченцы в основном, да, вот вы здесь качаете вот вашу идеологию, да. Вот Подожди, подожди, сразу я уже говорю, подожди, тебя. ну, Идеологии почему? никаких нету здесь. Наоборот, против идеологии у нас. Тут в Ну основном хорошо, общество у собрало. вас какое-то единство вот этих троих-четверых должно быть, правильно? Они здесь, ну, собрали аудиторию, там целый блог, видеоблог ведут, короче, да? Это понятно. Алло. Они говорят, я вот, по-моему, один из них говорил, я никого не боюсь, там, здесь я, короче. Алло. Вот Алло, слышно тебя. просто у них хватит у себя дома вот то, что вот они свою вот это качают правоту. Сначала со своих начать. Подожди, Я не говорю, взрывайся, Лехов. поехать к себе домой, просто вот это вот идеологию качать, вот просто вот. Здесь-то болтать-то мы знаем, мы все знаем, все мы можем здесь собираться, говорить все о ком, что о чем, да. Но имеется в виду, вот, если уж прям такой прям уверенности есть, там, поехать домой, сказать, что вот вы тупые обезьяны. Я А с точками, да? Подожди, ты Я всех молодец. Я не пойму, Подожди, ты просто... Ибраим, подожди, можно? Подожди. То, что ты сейчас говоришь, тут же люди не какие-то. Да понятно, чеченские мужчины, знаешь, мы тоже знаем, и дагестанцев нормально знаем, и мудаков всяких знаем. Тут не в этом дело вообще. Тут никто не собирается становиться шахедами. Тут мы не в ММА, подожди, мы тут не в ММА играем. Тут какие-то шахедами никто не хочет становиться. Это нету смысла. У нас проблема, вот у нас, у чеченцев. На нас напала Русская Федерация. То есть, когда мы хотели вылезти из-под ее сапога, да, вот такая возможность была. Кстати, мы всех соседей тоже призывали тогда. Давайте вместе вылезем из-под этого русского сапога. Ну, к сожалению, там не поддержали и так далее. Потом мы сами в одиночку начали вылезать оттуда. Вроде вылезли, 4 года прожили в собственном государстве, нормально. Никакой проблемы у нас не было. Проблемы, конечно, были, да, они в любом цивилизованном государстве существуют. То есть этот мир, он таков. Но мы жили нормально в своем государстве, лучше, чем в Русне или в постсоветском пространстве. Потом на нас русские тупо напали. Сначала там через Ингушетию попытались вот эту прецедент создать, потом просто тупо напали. И вот так мы как бы с ними боролись. Но нам удалось, да, из-за единства, из-за сплоченности, из-за вот этих культурных каких-то национальных вот таких вот примочек, удалось нам единым фронтом, да, мы это называем, что нам Бог помог, это кто в Бога верит, он не отрицает эту божественную силу, это все понятно. Но нам потом взяли и свинью подсунули.
просто тупо начали там тоннами завозить русскоязычную вот эту литературу, всяких санафню, хренофню всякую, да? И потом сбили нас с вот этого национального пути, национального единства, национального самосоздания. И вот так вот создали прецедент в вашей среде, вот в Дагестане создали всяких багаудинов, хреногаудинов, вот эту хрень всякую там, гопниковую собрали тоже. И на теме ислама мы тоже мусульмане, вы тоже мусульмане там. Затащили туда Шамиля Басаева, который был национальным героем. Взяли его тоже с панталыги, сбили, он там, Аллах говорит вот так, пророк так говорит, шейх так говорит. И на этой теме затащили его в какую-то кефирскую организацию, которую назвали Конгресс Чечни и Дагестана. Ты представляешь, Конгресс — это грязные кефиры с Америки, это их слово, это вообще западный там термин Конгресс, конгрессмены, Конгресс. То есть ее не называют какой-то шурой даже, мурой, просто троллят нас, да, типа там конгрессы у нас какие-то там находят. И вот таким образом туда затянули, потом создали вот это вот над нашей территорией вот эту хренотень, всякую учебку, там, не учебку, всех грибников туда начали засовывать, через это пропускать там других молодых людей, оболванивать. И в итоге нам сказали, там, нашей молодежи, что Дагестан провозглашен исламским государством, там зажимают, короче, наших братьев-мусульман, сестер Карамахи, Чабанмахи, который недавно приезжал Степашин, директор ФСБ на тот момент, потом он премьер-министром, сразу он после этого премьер-министра получил. А тогда он еще ФСБ директором был, приезжал там, встречался с вашими жителями, ну, с вашими, ты, наверное, не оттуда, вообще имеется в виду, в Дагестане, с этими карамахинцами, популяризировали, говорили, шариат это хорошо, всем бы вот такой шариат. То есть создали вот эту всю ситуацию, взяли нас туда, затянули потом, пошли вперед, короче, помогаем братьям мусульман. Перед всем миром создалась такая картинка, что мы нападаем впервые в 20 столетии на кефиров. У дугов есть такая мразь тоже в нашей среде, откуда-то появилась, непонятно. Вот он это провозгласил. Потом его брат Кондрат какой-то, его родственник, там, непонятно, брат он или дети лейтенанта Шмидта. Он параллельно провозглашает Дагестан исламским государством, и Шамиля назначает ответственным, короче, эмиром. То есть это на камеру перед всем миром, вот такой посыл. Тут на нас нападают, потом всякие там имамы Шамили Маликовы, которые здесь в Бельгии, там везде сейчас за нами дальше приезжают, здесь информацию собирают. Они им раздали берданки там, стрелять в спины вот этим, которые пришли туда с оружием, муджахиды там или хринджахиды. Дураки, дебилы, которые туда пошли, вообще затянули. Там с этими ружьями их поставили в спины стрелять. Вот такую ситуацию создали нам, понимаешь? Сегодня эти же в спины стреляющие, они дальше продолжают нам в спины стрелять. Здесь уже своей вот этой балабольством в интернете там пытаются с панталыги сбить наше общество. И вот она, наша проблема. Это мы свой чеченский народ хотим вытащить, потому что там не дагестанцам это не проблема. У дагестанцев вообще свой мир какой-то параллельный там. У народ, ну, у всех народов там Дагестана по-разному, но в целом, вот как Дагестан, там свой какой-то мир. У нас просто свой мир параллельно, да, там у нас мы не хотим вот так вот под какой-то русней или под халифами находиться, под какой-то вот этой хренью всякой там, я не знаю, халиф, там, Курейши, Бану Хашим, мы их всех посылаем полностью, им вот этот хадис пересылаем, чтобы они коренными зубами в рот, извиняюсь, и так далее. И все, кто нам вот такие хадисы посылают, полностью назад отсылаем это. С ног до головы там. Вот такая ситуация. И мы вот из своего общества хотим искоренить. Мы нормально, у нас вот это ислам был. Ислам вообще-то мы ни хрена вообще не знали, что такое ислам. У нас было традиционное вот это культурное.
кто-то молился, там, кто-то не молился. Когда человек умирал, там, руки поднимали, там, дуа делали. Вот такие какие-то моменты, которые абсолютно не мешали нашему обществу, ни его национальному самосознанию, ни нашему менталитету, ни нашей политической ситуации, ни политическому статусу не мешали. То есть в это не лезли. А тут нам с вот этой хренью пришли и полностью наш народ насилуют. Ну, образно говоря. Хотя и дословно тоже такие моменты. То есть в этой ситуации вот это нам проблема у нас. А вот что там у дагестанцев, там им, я не знаю, обидно за что-то, за какую-то их идеологию, которую они не знают. Вот как ты сюда заходишь, ты знать даже не знаешь. Мы уже давно, вот то, что ты сейчас где-то там понахватался, я уже в 90-х годах лично вот проехал через это, да? Уже мне смешно, когда ты какие-то там вещи уговариваешь. Уже по 100 раз там перевиданы, пересмотрены и так далее. Вот что здесь как бы в группе происходит. И Фарма тоже там, да, он грубо, да, там, например, я могу Фарма-то не поддержать где-то, меня другой может не поддержать. У нас такое демократическое общество. На секундочку объясню, демократия – это народовластие, другими словами. То есть у нас всегда все равны, никаких шамхалов, ханов, вот этой баринов, русских, царей, халифов. Вот эту хрень никогда чеченец не признавал, не признает, но сейчас хотят, чтобы через вот эти идеологии, чтобы мы в это болото зашли. Вот мы не хотим туда, мы сопротивляемся этому, мы свободное общество и хотим нормально таковым передать это и дальше туда, поколение. И все. А так, если кто-то религиозный, там, себе в подушку, а ты дома, у тебя дома шариат, да сколько угодно ты нам не мешаешь, там, в Дагестане ты где бы там не был. У нас тут другая проблема. У нас 14 тысяч чеченцев. Вот у нас государство отобрали, нас полностью разъединили. У нас каких-то мутадов, хрентадов, каких-то подрусских. Никогда в жизни на ручную не работали у нас люди, там, ну, были какие-то исключения, а сейчас нас полностью переделали через вот эти идеологии, там, типа, здесь бисмилля можно, там, главное, они намаз дают делать, там, молиться, можно на ручную работать. Куда-то туда переключили людей. Другую часть, то есть, все у нас вот это отобрали, сделали нас таким обществом, которое... Ну, я сейчас не на 100% говорю, но для нас это огромный удар. То есть для нас это как в целом можно говорить, что все нам загубили, загадили. Да, мы сопротивляемся там и так далее. Но вот эта вот ситуация созданная, да, когда все отобрали, людей на бутылки у нас сажают там. Русская культура. Вот русские, у них есть культура испокон веков. Сажать на кол, куда-то в задние проходы что-то сувать, потом заниматься вот этим отрезанием конечностей всяких. То есть вот эти ублюдочное такое, то есть даже человека над его вот этим сущностью, вот издевательства нет, чтобы там, если человек мешает его, просто ликвидировать, да, и все, там, не жестоко, там, нормально. Каждый может, короче, там, ошибиться, все что угодно сделать. То есть вот такого какого-то понятия у них нет. Они вот эти вот суют во все места всякие вот эти вот свои извращенные методы, как и у арабов тоже. И вот это дерьмо взяли, нам принесли, и нас пытаются на бутылку посадить. То есть кому-то это даже радостно, кто там по соседству у нас есть, ублюдки такие тоже, кто, кому нравится вот такое дело, что нас русские как бы, ну, задавили, да? Есть, которым, наоборот, не нравятся, люди разные. Ну, вот в такой вот ситуации созданной 14 тысяч чеченцев едут в Сирию. Создали там какой-то даджал, полка Иисуса, я не знаю, этот самый Мады там с небес летит, Иисус там появился. Ничего, доктор. Не выдержал, по-моему. А, здесь, да. Все нормально. Вот это Иисус Христос, там, алейхиссалам, появляется.
14 тысяч чеченцев затянули, 14 тысяч, там, миллионный народ на соплях держится, на бутылки сажают, по всему миру разбросали. То есть и так задолбали здесь. И 14 тысяч дебилов, которые идут непонятно для чего и непонятно куда. И 14 тысяч пошли помогать якобы арабам, братьям, мусульман, и ни одного спасибо за это нету нашему народу. Просто один барак Аллаху фикум, факю, извиняюсь. Вот это факю, фикин, одного не сказали нам. Понимаешь? 14 тысяч людей погибнут там, и чтобы тебя еще проклинали. Ублюдки пришли к нам здесь нагадили, чтобы сказать. Больше всего пушечного мяса мы поставили туда. На втором месте Саудовская Аравия, 12 тысяч. И там дальше по списку можно кого угодно. Конечно, у нас есть проблема. У нас наш чеченец, пацан, пошел, голову отрезал. Во Франции человеку, который его приютил, который абсолютно... Пускай он этого пророка нарисовал бы, пускай он его что угодно. В нашей культуре нет этого дебилизма, никогда не было. Там, если кто-то кого-то нарисовал, чтобы идти голову там отрезать, это не наше, это арабское, русское, кого угодно. Тем более этот учитель вообще наоборот вывел этот класс, построил его, сказал, я сейчас буду показывать какие-то моменты там. Кому неприятно, можете выйти из класса. Дети, кое-кто вышел. И показывает он эти карикатуры, вот эти рисунки не для того, чтобы... То есть он толерантный человек, проявляет толерантность. Он хочет детям в классе объяснить, что ребята, вот это мусульмане, с ними нельзя так. Мы должны сосуществовать в одном государстве, французском. Нельзя эти карикатуры, да, там... Подожди. Там Шарли Абдо какой-то, они этим занимаются, но я вот призываю соблюдать толерантность, не рисовать эти карикатурки. То есть он, наоборот, объясняет другую сторону этим детям. А одна девчонка, которая среди них находится, которая плохо учится, арабка, она пошла, все переиначила в интернет, выложила вот эту чушь полную, что он, наоборот, показывал карикатуры якобы. И наш чеченский пацан, дебилизированный, пропущенный через вот эту хрень русскую, которая на русском языке нам постоянно суют русскую литературу, вот эту исламскую. Через вот эту хрень пропущенную и через вот этих офицеров всяких, которые мулы здесь, Дагестана там в основном, и сейчас чеченские есть тоже ублюдки, которые мозги компасируют людям. Пропущено через эту мозгокомпассировку, этот пацан идет и отрезает голову вообще невидному человеку. Вообще не по теме. То есть даже если он это сделал бы, это вообще не чеченская тема идти отрезать. Тем более поехал туда, ты же не на джихад поехал, ты ребенком поехали, тебя на ноги там поставили, человеком сделали. Даже если ты там свою религию там кто-то оскорбил и так далее, ты должен какой-то джихад объявить. Ну, вообще-то в исламе это не так, но у нас, у чеченцев, ты когда с кем-то вражду ведешь, ты объявляешь эту вражду. У меня с тобой вражда. То есть у нас вот такие законы. У нас нету там, чтобы как ублюдок с партишка там напал. Да, есть какие-то ублюдки, исключения, там, обрусевшие и так далее. Но в нашей культуре нет этого. То есть этот пошел там, голову отрезал, положил. И это во всем мире показывает, оказывается, русско-чеченская война, 300 тысяч убитых чеченцев, вот эта борьба, наши мужественные вот эти люди, которые первый раз пинка под зад дали, выкинули русским. Оказывается, это все Будулаки Анзоровы, Абдулаки, которые вот этот во Франции голову отрезали. Вот такой, оказывается, мы вот такие мудаки, русским там не даем жить, мы все вот такие Абдулаки, которые на ровном месте вообще из-за какой-то своей фанатичности якобы отрезаем вообще голову не тем даже, кому надо. То есть
абсолютно невиновному каком, только из-за того, что кто-то сказал там, что он сделал карикатуры и так далее. Нам это не то, что это у нас проблема, это уничтожает нас как народ, как нацию. Я понимаю, что некоторые не понимают, что такое народ, нация, там, себя. Это у людей по-разному. Но я могу это на масштабах семьи как бы параллель провести, да, спроецируем это на масштаб семьи. Вот когда твоя семья зачмаренная, там, опущенная во всем мире, вот, если ты хочешь или не хочешь, чтобы тебя вот так воспринимали, хотя ты не такой из-за каких-то ублюдков, которые там часть твоих домочадцев с панталыги сбили и дебилизировали, и мы не можем сидеть и смотреть на это. Вот люди, которые не могут сидеть, просто хлопать глазами и смотреть на это, все, что эксперименты, которые ставят на нашей семье, да, ну, на нашем народе, это нам мешает. И если мы противостоим этому, почему это теперь дагестанцам каким-то должно мешать, там, мусульманам, или уйгурским каким-то мусульманам, или палестинским каким-то насильникам? Вот это непонятно. То есть это вообще с этими людьми у нас нет проблем. У нас есть проблема то, что наш народ дурачен. Вот как-то так. Я сейчас, конечно, долго занял микрофон, но тоже надо объяснить было, потому что мы тут, там, да, мы прикалываемся, там здесь какие-то шутки, сарказм и так далее, но в целом тут как бы не, да, просто там приколоться, да, прийти там с религией посмеяться якобы, да. Нет, такого нет. Если каждый свою религию у себя в голове, у себя в доме на коврике оставит, как вот раньше это было, все, никаких проблем. Если же опять чеченцев хотят дебилизировать, не хотят оставить их государство вернуть, ко всем жертвам убитых привлечь к ответственности русскую военщину, если не дают нам объединиться как народ, наше национальное, там, возродить, то тогда, да, нам придется чморить вот это дело, которое вообще ломаного ногтя не стоит. Там. Дерьмо собачье, да, вот эта идеология. Вот такая ситуация. Арпий, можно я скажу, добавлю? Наверное, это уже неуместно и не так важно было. Там вот пока это расследование шло, да, выяснилось, что этот учитель даже вообще ничего этого не показывал на самом деле. То есть эта девочка, она все это выдумала. И просто пожаловалась родителям, что она пропустила урок, вот, потому что там учитель то-то, то-то показывал. На самом деле он ничего не показывал, она это выдумала. Она все это выдумала. Вот. А потом эта вся история, ее выдумки расползлись по всяким группам. Там уже радикальные вот эти вот строение появилось, ну и случилось, что случилось. Из-за какой-то девочки, которая что-то выдумала, потому что она не хотела, чтобы ее родители ругали за пропущенный ею урок. Она где-то там вне школы была. Ну, все замолчали. Где ты, орел? Орел задумался, наверное. Включите его, он руку тянет. Что, он уже не рукопожатный? Примерно инаос шун висхлар тани голос тидаса мелханилш адам до алхитершини примерно точно сахар доя. Ногтевой.
İnternet yok kim değil o asıl yok dışarı. Юха волчук, хабар дүйч, варқи, пластилин дүйч, войбо. Алло. Ибрагим вышел. Ибрагим вышел, да? Я ему Я хотел здесь, я сказать. слушаю все. Ибрагим, тут эти вещи я уже знаю, да, можно было мне не рассказывать. Я просто добавлю то, что насчет этого пацана вашего, он один из вас, как бы. Алло, слышно меня? Тебя слышно. Теперь он один из Вот нас, этот да? пацан. Один из вас. Все, понял. Ну вы же Мы чеченцы думали, или не что он... чеченцы? Субханаллах. Вы кто вообще есть вообще? По Не, нации? мы чеченцы. Он мусульманин. Он один Он из ничего вас, а не один из чеченского. нас. Он ничего Ну, чеченского не сделал. То, что Нет, он ну сделал, родом это он полное... чеченец же. То, Короче, что он смотри, сделал, Эй, это полностью противоречит, понимаешь? Это да, ахлю-сюнна, слушай, ваджамия. подожди, хорошо, вы его как чеченца не признаете, получается, правильно? Надо было его как собаку похоронить, получается, да? Похоронить Правильно его, я без понимаю? разницы, как ты похоронить. Мы как русские, как арабы, собаки, этим мы не занимаемся. Эй, подожди, Ибрагим, ты вот Над одного этого говоришь. трупами не издеваемся, над трупами не издеваемся, дерьмом вот Ибрагим, этим собакам. Даже свою вот кровнику, дай даже хороним его, если... они... вот смотри, вот этого пацана вы списали, все, он не такой, он не наш, как бы, то есть не надо было этого делать, хорошо. Потом кого-то ты там назвал, еще есть люди, которые, говоришь, это они под теми ходят, там под этими ходят, субханаллах. Вы создайте, как ты собираешься противостоять этой русне, если ты сам на ровном месте разделяешься, да, там, это такой, как бы, да, понимаешь? Разделением там, Я эту русню никуда не нельзя разделяюсь. Меня твоя идеология разделяет. Я не разделяюсь. У нас нормально было. Смотри, Когда Ибрагим, пришли эти таки Дугины, Джамали, Гайдары, вся эта гобня пришла, они начали делить со своей литературой русской, со своими шейхами, моллами, толиками всякими. Исламская идеология, Алан, которая на 73 течения разбита. А какая идеология правильная тогда? Чисто чеченская, что ли? Чеченская, чисто нохшала адмала. Смотрите, скажите ему, что на Кавказе законы такие, не только у чеченцев там, и у нас, казаков. Если ты нарушил наши законы, да, общинные, там, национальные, то тебя выгоняют с общины, все, ты уже там, ты никто, то есть ты без рода, без племени, все, свободен. Иди в Сирию, Шмирию, там, что хочешь делать, Путину иди там, в Париже танцуй, там, раком становись, там, в Лондоне, что хочешь делать. Все, ты уже не наш. Понятно объяснил? Нет. Смотри, ты вообще откуда Ты вылез? понял? Ты что мне рассказываешь мои вещи? Какой-то казах. Все, ты там забирай вот этого, кто там, мальчик, он пацан, шмацан, все. Он уже там ваш, он не наш. Ты вообще не лезь. Ты здесь... А ты кто такой? Короче, здесь горцы. А ты кто такой? Понял? Ты горец? А ты горец? Я горец. Ты горец? Ты горец? Да. Какой твой гора? Большой? Горец я. Или Ты маленький? горец сам? На какой горе ты стоял? Давай, уйди Вместе с отсюда. Шамилем. На горе стоял Шамиль. Знаешь, песня есть?
мужчине На не какой ты там, дозволяется может, ты на мужчине Горецком смотреть с на Шамилем стоял? На какой ты не Горецком? дозволяется мужчине смотреть на постороннего красивого безбородого Алло, юношу. Также не Ибрагим, дозволяется смотреть на некрасивого смотри, безбородого юношу, но с вожделением. Так что он смотрит на Ибрагим, него ты и где здесь? получает от этого наслаждение. Но бывает исключение. Сейчас доступ. Если есть необходимость смотреть на него, как, например, он ведет с ним торговые дела, или он обучает его вопросам религии, то в этих ситуациях, когда есть необходимость смотреть на него, то ему дозволяется смотреть на него. Алло, Алло, а какой твой гора, говори? Где твоя вершина? тебе Давай. какая разница? Ты не знаешь все. Ну, отвечай на вопросы. Ты базар начал этот. Я Горец, какой твоя гора? Да, называй, какая твоя Тебе гора. какая разница? Тебе Ты какая базар разница? начал этот? Памир, может, Памир. С Пальмира ты, блин, сидишь там? Может быть и такое, может быть и Какой твой всякое. тейп? Тейп какой твой? Рот какой твой? Слушай, Ладно, ты подойди, не грубим, не русского, грубим. Все, подойди, тормози, не грубим, Кто его тормози. пустил? Тормози, не грубим. Нормально Здесь общаемся. У нас свободное радио. радио. Опустил и... Орел, здесь свободное радио. Подойди. Кто опустил и тебя? Что значит, кто его опустил? Кто Да, опустил тебя? Тот его опустил. Меня? Вы сами смотри, здесь радио, вы сами здесь антирусней занимаетесь, потом Подожди, говорите какой-то смотри, русской слушай. шапке, мне здесь кто-то говорит здесь. Это не русская шапка, подожди. Ты же сам Подожди. говоришь, что вот это русские, короче, Подожди. что у нас отняли, это делали, потом за него встает твой брат, этот, которого родители даже не уважают. Вообще здесь. Подожди, не торопись. Пулемет, с пулемета не гаси здесь. Вот этот канал радио Маршо. То есть Маршо на чеченском языке это свобода. То есть канал свободный, поэтому свободно любой здесь выступает. Единственное, когда фургу гонят, вот, или не дает высказать, как сейчас тебе микрофон пришлось выключить. Вот так иногда приходится выключать, а то бардак как-то надо регулировать. Субханаллах, что это ты делаешь? Обиженку включил и убежал. Машаллах, машаллах. Машаллах, Лев нагайка на Аллаха. него нету. Нагайка нет. Казаки, это очень давно с такими быстро нагайка и свободен. Аяқтың шегуі юкаке слышно. Клоун. Донахча, Шныри ФСБшки ходят. Не обижайся на больных, не обижайся, Донахча. Есть больные люди, тоже попадаются. А я не обижаюсь, мне Донахча, смешно таких этих клоунов. Донахча, ты не учел одного момента, да? Когда горцы из общества изгоняли из своего Да. каких-то там, криминальные элементы, они же где-то кучковались потом. То есть вот эти изгнанные, они потом как-то собирались там тоже в кучки и выживали. Да. Типа Ермака. То есть они еще кучковались, то есть они стаю сбивали. Ермака получались, Ермаки получались потом. Про Ермака ты же знаешь, да, там, кто он, чего он. Сибирь, что брал там Ермак. Может, Ермолов их, это татарин Ермолов, который ислам насаждал, он их собирал, и потом они там, гвардии Ермолова были. Ермак был такой атаман, или как Сибирь, который брал там вот этот вот Ермак. Он на услужение к царю пошел там против своих, его изгнали. Такие ермаки потом получались.
Что за даун здесь? Кепочка, я нормально разговариваю, если хочешь разговаривать. Все, больше разговаривать не будет он здесь. Надо выключить дело тут. Пошел отдыхать. Дон Ахче, у меня один такой маленький вопрос. Скажи мне, Давай, согласен или нет? давай. Никто человека не унижает, как человек унижает сам себя. Ты согласен с этим? Ага. Это такое растяжимое понятие. Ты сейчас будешь на него накрутить можно все, что угодно. Ну, человек Я на понял, воле я свободный. понял, я понял, к чему ты клонишь. И что из этого следует? Ты будешь сейчас давать оценку мне или кому-то? Не. Искать... Не. Ты просто согласен, ты согласен с этим или нет, и все. Танис точ хаттерам цагайтаршин асалаг. Он просто, Связи. по-моему, вот что не воспринял, я не понял. Я так и не... Нормально все воспринял. Пускай уточнит вопрос. Давай, я тут вернулся, были глюки с интернетом. Так, кто там кого себя унижает? Давай, разовьем тему. Кто кого унизил там? Ну, этот больной Да человек, нет, который я имею в вставал. виду, никто человека не унижает так сильно, как Ага. человек сам себя унижает. Ну, тут это как бы, знаешь, такое вот, ты такое сейчас сказал, предложение такое, но емкое тут. Ну, сам себя унижает, ну, как бы, ну, унижает сам себя. Или Если это, позорит, если или касается его, позорит там. если это касается только его, пускай там дома у себя унижает, там, как хочет. Или он позорит себя, как это понять, я не знаю, как Ну, донести. он может считать, что он себя не позорит, понимаешь? Это как бы не он решает, ну как бы тут он какой-то момент такой. Это решают те, кто большинство, куда он попал, где он живет, в общине там или, не знаю, там в селе. Они решают, он себя позорит. Может, он считает, что он себя позорит, а они думают, что он себя не позорит. Может, он такой какой-то не от мира сего. Ну, тут надо конкретизировать. А? Понял, все. Ну, как бы, может, я может, что-то не то говорю, но надо тут как-то конкретно, вот Вася там или там Ибрагим, он вот это делает. Что он это? Позорит себя или позорит общину? Или кого он позорит? Или нацию позорит? Там, или политическую партию позорит? Ну, как бы, ну, чуть-чуть конкретнее. Какой-то конкретный случай надо Это разбирать. самое, на предыдущей вот этой теме про безбородых мальчиков, которых Алиф показывал. Просто чтобы вот такие вопросы возникали, да, и чтобы на них фетвы потом давали, там, можно смотреть на безбородых, там, с вожделением, без вожделения. Просто вот этот уровень, да, следующий уровень, это уже можно ли смотреть на безрогого барана, короче, красивого, но без вожделения, там, или можно ли смотреть на безрогого, красивого, некрасивого барана, но с вожделением, и так далее по списку. Тут проблема, что Непонятно, наши кто соседи... красивый, а кто некрасивый. Да. Это Тут надо проблема, еще что определить. тут проблема, что наши соседи там собираются некоторые массово, да, и они там некоторые просят: отправьте чеченцев с Дагестана на СВО, чтобы их тут меньше было. Только они так сознательно, не то что отдельные особи, у них там целая группа. Вот, там еще не буду называть там конкретные нации, которые там в большинстве своем там
Они для них Путин нормально, там, вот, их не там, не буду называть, там, наши соседи, там, силовые структуры, чиновники, там, бюджетники, община, там, общество, или как они, национальность себя считают отдельно, или народ. Они большинство, для них развал Российской Федерации – это катастрофа. Они сидят сейчас, трясутся, лишь бы Российская Федерация устояла. Лишь бы этот сейчас договорняк там Трампов, мир, чтобы либо, ну, хотя бы, если мы не проиграли, чтобы хотя бы вот все осталось так, как хотя бы сейчас есть, чтобы они там сидели, бюджетники там, дармоеды там, менты ходили там с палками, ни хрена не делали, там, вся эта, ну, вся вот эта вот эти все дармоеды, которые ничего не производят ни материально, ни интеллектуально. И такие там народы, соседи, есть такие, среди которых таких большинство. Среди чеченцев не может быть большинства, я так надеюсь, среди, ну, после стольких лет геноцида и убийств, и там даже 90-х, там 300 тысяч минимум убили, а сколько там коллег, и сколько там ментально, и сколько людей там поубежало, и сколько там инвалидов, и сколько там раньше умерло, потому что на основе потрясений. А соседи там, они так их, они такие же жертвы не понесли, они там сейчас, большинство из них, из этих соседей хороших, они, большинство из них хотят сохранения Российской Федерации. Вот это вот надо своими вещи называть своими именами. Сейчас будет перемирие, да? А надо же пар выпускать. Ну, там что-то начнут, там что-то сейчас. Где у нас Зурдукети? Да, там сейчас вот раздуют там какой-нибудь опять исламский экстремизм будет, и будут всех там и на основе этого щемить. Это как в Украине в свое время, там при Януковиче еще при этих создали там среди крымских татар вот такой проект, там Хизбут-Тахрир, а потом их там начали щемить там и туда-сюда, то есть это отдельная тема, ну типа этого там, вот и все. В Украине тоже был, ну он особо так не развился, потому что тут как бы все-таки вокруг столько соседей нет, как бы не тот контингент. И Крым это курорт, там купил, продал, там не до этих, ну там чуть-чуть. Чуваки там подогрели их, там были бедные, стали там, откуда деньги пришли, машины у людей появились, там типа братья помогают по вере и так дальше. Я там чуть-чуть в курсе, это отдельная тема долгая. А там на Кавказе проще, там проще. Там купил только вот этих там шнырей некоторых, сделал из них там лидеров типа. Вот. И все, они там начинают продвигать. О. Ну, кого-то потом под нож пустят, но это такое дело. Главное, акции отримати там, взять, пока дают. Вот если взять процент соседей, сколько из них там реально хотели бы вот развала Российской Федерации встать на самостоятельный путь там, национального возрождения, там, развития, независимости. Я так предполагаю, так что такое меньшинство. Поэтому никому чеченцы не угодно. Они вечно что-то мешают каким-то проектам. Мешают нехорошим проектам. Надо периодически их убивать. Потому что если вот просто не убивать, там любой режим, там, царский режим был бы там, остался бы там, чеченцы бы размножились там и естественным путем там были, доминировали, исходя из своих там особенностей этих своих этих достоинств там вот это вот доминировали бы. Был бы эти Советский Союз еще, только не убивали, чтобы тоже бы доминировали там бы как бы, потому что естественный процесс это и как бы господи как это рождаемости там и ну как бы и развитие там, и появление среди наций там, как бы, ну, там, образованных, там, ну, формирование национальной элиты в любом случае происходит, если только не убивать как бы массово народ. Это как бы законы этого, как ну, законы природы. Этнокультурный языковой элемент, вот и все. Который является сейчас посмотрим, а сейчас вот все шатаются, все думают, вот эти. Сейчас вот это, например, договор заключат, сразу все эти борцы за там,
которые на подсосе сидят, там, Рябчиковых, Курочкиных, они опять затухнут, потому что, как бы, что там базарить уже, если все договор договорено будет. Опять они там будут ждать, опять какой-то кипиш начнется, опять их, значит, высунут, будет что-то там квакать. Там. Общего праязыка прото-хурита Урартского. Allah резхуил, нормальный сбор. Может, я там что-то неправ сказал, кого-то, может, обидел. Извините, прости Господи, альхамдулилля, Алляху Экбер. Иисус воскрес. Халиф ушел наших православных, наш халиф наших мусликов православных, наш ушел. О, молитва треба уже. 6 вечера в Киеве надо же молитву запустить. Давайте, кто там у нас дежурный? Тесла, азан, Давайте, включайте, бо уже 3 минуты 7. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Сразу хорошо на душе стало, вот, сразу полегчало сразу. О. А что так опоздание на Милгин? Ну, опоздание было. Ну, хоть так. Лучше поздно, чем никогда. Лучше поздно, чем никогда. Ребята, у вас уже есть иман слабый стал. На радио Машу, азан, что он до своевременно. Каждый час вот это включайте. Вот 18:00, 17:00, 16:00. Каждый час, чтобы я знал, мне вот помогает. Я вот послушал молитву, мне хорошо сразу стало. На душе физически сразу ощущаю себе бодрость. Чтобы знать, она так вот зашел, послушал. Там еще эликсир ты случайно не принимаешь параллельно? Нет, у меня сегодня еще работы много. Я где-то приму, сейчас скажу, где-то в 22:00 я там стакан сухого португальского приму, где-то в 10 вечера по Киеву. У меня красного, потому что мне надо так, для сердца, для крови. Сейчас. И черемши покушаю. Черемша уже есть. У нас тут кушаем черемша. Дорогая, но берем. Черемшу я тоже покушал бы. Отправь мне тоже глечку. Если на группу я бы захотел. Правильно. Хорошо. Да. Рановато. Временем ошиблись. Не, в Киеве... Еще пару сотен лет, потом можно будет переслать. Технологии? Дроном отправить? Реактивные? Ну, посмотрим там. Все, ты бы 200 лет назад поверил бы, что будет телефон там со всего мира будут базарить какие-то дебилы друг с другом. Да. Вот это, когда не было интернет-телефон, вот это все, оно может даже лучше, вот это как бы была тусовка локально, да, собирались таких, кто, ну, что-то мог там говорить, такие, каждый искал себе подобного там, и вот, и умные собирались с умными, дебилы с дебилами, а сейчас в эфир могут выходить все, короче. Ну, я не то имел в виду сейчас, чтобы ты якобы я всех там дебилами считаю. Не это имеется в виду. Я по-доброму, да. Да, для тебя 200 лет назад все, кто вот так сидели бы с коробками какими-то и там друг другу что-то
Какой-то коробок там. Ага. Да. Коробок. Включи микрофон, выключи микрофон. Зато можно вот так сидишь, там раз, стало как-то на душе сумно. Попросил, раз молитву включили, там халиф зачитал молитву. Сразу тоже свои плюсы есть. Вообще-то радио, если свобода, здесь нужно и другие эти, «Отче наш», там, что еще. Ну давайте, Иногда зачитать вам еще. Вообще-то салаф, он толерант, да. Шалом алейкум. Салаф, валейкум салам. Салаф, он толерантен. То есть он сразу туда захватил буддистов тоже. Вот это якутские, как я, которые на этом играют. Да. На шаманы. Да, он учел это. Да. Тебе вопрос можно? Кому? Прометей. Кому вопрос? А? Кому вопрос? Прометей, Хармат. Наполеон есть у нас здесь на связи? Он на молитве сейчас, Пармат. Он спустится, он на 7-е небо забрался. Наполеон в 8-й палате. Он же был в 6-й палате, что уже перевели, вот эта ротация пошла. Из 6-й сразу в 8-ю Наполеон. Это еще смотря какой Наполеон, который из Наполеонов. БК, у тебя религиозный вопрос или личный? Тут личный вопрос не обсуждается. Знаю, Хармат, что нельзя личный вопрос задавать. Я хотел по поводу этого спросить. Вот этот Д'Артаньян, нео-мусульманин, доктор Ихсан, у которого вокруг все неправильные, он один новый ислам открыл. Ты когда его загасишь уже? Он задолбал уже. Он давно уже гашен, сам по себе гашен уже. Ну, куда его гасить? Он там с шиитами спорит, фургу несет. Надо заткнуть его поскорее. Пускай спорят, это их общая беда, пускай делят сами, нам нафиг их не споры нужны. Придет сюда, загасим. Тут человек руку поднимает, может, дадим ему право голоса или как? Исправиться, возможность исправить. А, его специально замутили, типа? Ибраим, твой это у нас, да, сэр? Мелоз, абу сосиска, ма. يتشخل باسر نحكي فارما ثاني ويسي كميل Орёли? И орел, как? Вестхалет. И кафе, и орёли, и хусяктю ценник, хайрифа. Да, здесь есть нормальные вот чеченцы или все чеченоговорящие здесь? Есть один ногти, чтобы я поговорить. Я не могу, как потомственный ногти, ответить. Что ты хотел узнать, мой брат во Христе? Что еще раз? Что ты хотел узнать, мой брат православный Ахлю Сунна во Христе? Ты тоже чеченоговорящий. Давайте нормального из Ахлю Сунны мне здесь. Ну. Или здесь, походу, здесь все такие... Да? Это нормальные чеченцы. Это тебе кто здесь, сказал? Походу, здесь все, походу, корявые, да, короче, дырявые, корявые.
обиженные по жизни. Сказал, что Ахлю Сунна — это нормальные чеченцы. Это всегда так Сам было. решил, а чеченцев сам решил. Чего? Повтор. Ты это посчитали, это самое... Дырявый. Шныр ты дырявый. Шныр ты дырявый. Дырявый чеченец. Самый главный из них. И дырявый, ты как уговариваешь? Тебе слово дали, нормально говори. Если нет, иди вон. По Я сейчас одному. вырублю. По одному. Я сейчас выключу, ты. Мусульманин ты недоделанный. А ты что? Переделанный, что ли? Это не твое дело, ты видно недоделанный. Шныр ты конченый. Что у вас голос? Пару. Давай я спрошу. Давай я спрошу многоточие. Мичвахай. Давай информацию. Ну, упустили. Я хотел поприкалываться над ним немного. Hiç ona çağırıyor, dakiksen dalauza ina hiç просто за автория чувар вори ты умеешь должваться тест уже. Я götürdüm. Сонде автория чувар вори, конечно. Сонде сон yok vakma ездил, için var. Не, Цинц худой сердой, его уже Адам обозначил, он дырявый, с ним не о чем говорить. Это лично западло даже слушать такую чепуху. Его собирается полоскать. Причем здесь говорит? Он сейчас там сидит, мухи считает. У вас в общем приход плохо, уж в эту году он не приход. Да, я ж помялся, да, хамцу, вообще помялся, да, он тест, да, чешины только тест, а он. Да, я дрессировать, я жду вижу, что это ويكرايات ضعيف. обещал его. Ну и блоки целует она, шахалакиш. В прошлый раз он убежал, по-моему. А сейчас блоки ловит, и тайм по лицу. رايشن سجاح ايش تو عدو تشخص ديست خوش كروتشي аккуратно криссан да жим إذا قالوا داس تيسوق بوشش كروتشي قال سوي داس Тесла марш вола. Марш мокш. Тесла и картофельный ват Лукашенко стал мало американца. Да, и Трамп шел, короче, Путин с Барбарешу, и маски и компании. А Тесла قال لك لوكاشенко ولا غور или غاسك ولا غور لوكاشенко ولا تعلا. Да, конечно. Трамп мотак Путин с Лукашенко говорит, что проблема. Лукашенко ولا تاع شيء оппозиционер داعية لوكاشенко. That's true. Инда стынгдиндал хаттар дацер. Никто человека не унижает себя так, как он сам себя унижает. Да, это ты прав, да, так оно есть. Но инский хаттар доса, что дегла дух штатер то хабар дучена. Сонис кайтите, то забарва ишт. نخش دق قول بليت بيز دق قول لها بقربو نو بارس خير مي خير بو إيش تدير إيش توي خلق ديش توي إيش ديش نش إلا ريتو هیچ فاش ندارم صدوق صدی پتوات ایلا شو ای محمد سندعش مایاته إز إتاوات إتانا خيش تو إيش خيش دو دقدوش نصحالة أذربيجان ويتشنا
توسيك إيلر شوقل 1 مليون دا أشك أحد يدرال تقلك تسخ زقسون ويدقو خلك أزيك خلا ويتعلمت دغادان تقلت نيا موكش حبوش نخ بوش خز تقلك تدوش لتعني أول تخ زقسون يوم نتان متقيش لتام دوش تا بروباغاندو إتلقات إشتاش كرتشو إشتخيت سون شيء بيوغل أبروداتش سن تقول شاش ديلو شو خارصو أبروداتش سن لا يوجد خير سن دا قيتش على بتخوات وطوئهم Și de gade, hai, Elios. Teker Lorak, Aliazinek, Halatjoi, Salatjoi. Латвия худо важно. Все он чует на YouTube, я что заблокировать на кей аккаунт вот и на место Halatjoi. Ваша минута славы, Лора. Мичау, где Тамбо? Лорак, Алиази, Николас, Арбиоза Дурш. Лорак, ваша Ворок, минута славы. ворок, цацахаттыр ду. Ажок лорда. брат, ты альшисани там джазакуллаху хайран бо, шис арабский мат хасатам, шис амштуч, короче, пел булшоно сэр. خاب عواد كل زعم لاحق رسي يوها يوانا مثلا باسونا وكل بچ عقول شلاحق سوت ادياتش هل يوش دو خخ ماش دعوة خيتاش بخخ ما تيت من دعوة خيت ما يزر يعني قصة تاك بولكش تدونا تي حاج واحد المجردو يقوى السنة Пахов матитель налогом вот. Его дал, он их конъюнктуру, я говорил. И обиженку включительно убежал. Дон Ахчи с него еще посмеялся даже. Ну, он говорит, я горец. Я говорю, какая гора? Он не может ответить. Но он провалился. Он должен знать, горец он. Возле какой горы? На какую гору залазит? Где баранов пасет? Может Сипун гора, как у этого. Как его? Нагиева. Сипун гора, не знаю. Ну, хотя бы Сипун гора в матчах у него было. Хотя бы придумал название хотя бы. Вот он как бы, ну, соображает, туго соображает. Какое-нибудь название дал бы, а мы бы думали, там, может, и есть такая гора. Ну, как бы не может, как бы. Сразу начал тормозить. Да. Ну, как бы. Образования не хватает, сообразительности не хватает. Отправить, закинули сюда как этого, ДРГ. Диверсанта закинули, а мозгов нету. Начальник. Сейчас придет начальник, он скажет, ну что ты там? Что там? Он начнет брехать, скажет, я их там размазал, Дон Ахчи там убежал, там какой-то русский, я их там всех, чеченцев, я там пристыдил, потому что с русским общаются, значит, они должны к исламу идти, вместо того, чтобы с русским... Ну, короче, все как обычно.
Все как обычно. Врут начальникам, Мясного врут. штурма предназначен. Да. А? Это был такой мини-мясной штурм у них. Да. Мясной штурм. Отлично. Не, ну куда этим колхозникам? Тут они же не понимают, на кого на кого нарвались. Да, отправляют на мясные штурмы. Это такой, даже не назовешь его интеллектуальным штурмом, бо интеллекта нема, мозгов нема. Простой вопрос, говорю, ты, Горец, какая гора? Все, начал пыхтеть, тормозить, все, дым пошел, все, мотор заглох, все. Ну, короче, ну, проблема с кадрами, потому что дешевые кадры. Может, он где-то там в Горогорске пас овец. Не, ну, скажи там какой-нибудь гора, назови там, хотя бы населенный. Горогорск. Да, Горогорск, от слова гора, да. Не, я просто позже зашел, я не помню, он как бы, какой национальности, он на чеченском говорил или нет, просто интересно. Нет. Ну, тогда понятно. Короче, непонятно кто. Донахчи. Да, хочу спросить у вас, сначала сформулировать надо. Ага. Вот вы сюда заходите, что общего у вас, как вы думаете, с этим каналом? Что вам здесь интересно? Что мне... А вот есть умные люди. Вот, ну, как бы, там, комплимент. Вот Тесла там интересные вещи рассказывает. Вот Тесла. Мне самое вот интересное и познавательное, это вот Тесла. Даже вот сюда можно ради Теслы заходить. Интересно послушать. А что именно вам во-первых, интересно, земли... что Ну, вы вообще, ну, как бы рассказываете? умные люди, понимаете, выбачте, извините, с умными людьми лучше потерять с умным, чем что-то здобути, вибачте, тут українською я иногда уже забываю русскую. Да, чтобы, да, лучше потерять с умным, чем с дураком что-то приобрести. Ну, как бы. Это наш брат. Да, я вот бывает, у меня бывает, разнервничаюсь, вот, и я захожу, да, просто слушаю, там вот уже чеченский язык начинаю лучше, там слова учу, там некоторые, в Грозном жил в центре, там у нас как бы не было такого. Вот, я засыпаю иногда, там, раз засыпаю, там, туда-сюда, там, особенно когда молитву прочтут, вот на ночь вот этот, значит, нашу халифа православных мусликов нам нашу молитву зададут, и я сразу раз и заснул. У меня это даже как терапевтия, мне как бы здоровье как бы улучшает. Я как в поликлинику прихожу, к терапевту, вот терапевтический канал. Ну, если мне весело, интересно там услышать умных людей, душу успокоить, там молитву послушал, уснул. Это ж хорошо. Посмеялся, жизнь продлевается. Вот пришел тут мясной штурм, зашел, мы посмеялись, похохотали, прикол поймали, там, все, тоже весело. Ну, то есть, как бы, тусим, ну, сейчас, я же не могу к вам поехать, где вы там сидите, вот в этом надо плюс, собрались, группа, поэтому мы тут, что-то нас объединяет. Что я на ваш вопрос ответил. Что рассказывает Тесла, допустим, что вы от этого берете? Что вам важно? Да просто интересно, вот он что-то там какой-то приводит там выводы какие-то там исторические какие-то, да, сопоставляет причинно-следственные связи, вот логические цепочки выстраивает там, вот там что, ну, интересно, ну, я слышу людей образованных, вот кто тут еще там, вот Леха, я, ну, все, тоже интересно. Я почему спрашиваю, это же радио Машо, и тут множество вещей, которые обсуждаются в контексте чеченской национальности, в контексте проблем, связанных там. Ну, знаете, короче, я вам скажу так, меня признали в войнах, а мы сейчас еще
прислали мне это самое распоряжение, что я включен без моего ведома в тейп Гендартно, поэтому приходится уже быть в курсе событий. Все. Так вот, я продолжу. Мой статус повысили. Я был сначала войнахом просто. Потом мне сказали, ты все, мы тебя считаем чеченцем. Раз ты чеченец, тебе надо приписать к какому-то тейпу. И Гендарной тейп меня забрал. Все. Хорошо, так вот, Тем более я им пообещал вернуть Малую Чечню от Назрани до Кизляра, как бывший атаман Сужинской линии, который не существует. Ну, нет никакого желания вот идти войной против украинцев. Служили царю-батюшку, теперь... Стоп. Вот с этого момента. Про наследственность атаманскую. Нет, я наследственность... Нет, у меня не было там... Нет, у меня один прадед был урядником, он там ахчи распределял там в Очкой-Мартановском районе и окрестностях. А второй был в личной охране царя Николая II. У нас как бы атаманов вроде не было, но были тоже непростые там. Один прадед на ахчах сидел. Ну, честный был, распределял, его все уважали. Служивые люди, да? А? Добрые все, служивые. Ну, да, служили верой и правдой, не воровали. Да, ну такое, ну вот что было, то было. А сейчас все, царя-батюшки нет. И служила, 415 и служила. Короче, смотри, ладно, я, присягнул чеченской народу и Чечении независимой от Назрани до залива, до острова Чечен на Каспий, короче, все. И теперь я... Плюс на меня и моих таких людей, как мы там, мы не предатели. Если мы присягнули, вот пока проект не закончится. Вот царя-батюшку свергли, все, проект закончился, все, у нас обязательств нет. Мы бесхозные. Сейчас меня приняли, значит, в тейп, во все дела, поэтому я присягнул, все, я уже не предам. Интересы тейпа и чеченского народа на первом месте. Все, остальное вторично. Все. Вот смотрите, вот здесь сидящие люди — это часть моего этноса, да, то есть у меня есть что-то одно общее. Это этнос. Во-вторых, вот, например, лично для меня здесь поднимают очень важные вопросы, проблемы, которые там, например, разрушают мой этнос, там, государство моего этноса. Так как я чувствую какую-то боль за свой народ, да, у меня есть эмпатия какая-то, вот, и меня сюда потянуло, потому что вот тут много рассказывают, чего я не знала, и я как бы получаю новые знания, которые для меня важны, там каким-то идеям прихожу, выводам. Я вас понял. Вот, да. Можно я отвечу уже? Я понял, я понял. Если бы я была, например, какой-нибудь там, не знаю, итальянкой, да, там, или все, отвечай, там, я понял, я уже понял, я понял, куда вы клоните. Было бы странно, что я здесь находилась бы, вот. У вас, да, вот что. Я отвечаю, я понял, я готов ответить, я уже понял, я быстро соображаю. Я с полслова вас понял. Смотрите, вот мы там прожили, и мои предки, ну, как вот Сунжинская линия образовалась, да, там история понятна. Короче, как вам сказать, сколько мы там прожили? Много, да? До 92-го года моя семья выехала. Там вместе, вот рядом с нами были, в станице потом жили с нами. Короче, мы очеченились, понимаете? Не вы же оказачились, а мы очеченились. Ну, я лезгинку танцую там неплохо, там играю лезгинку на инструменте музыкальном, там, мне это в кайф. Что со мной делать? Я кто? Если я в армию попал, мне кличку Чечен дали, 18 лет мне было. Что, русский там, с Рязани, Воронеж. Я где должен тусоваться? В Рязанском чате? Если я там родился, вырос, мои предки, мой прадед там родился, мой дед родился, который меня нянчил, дед у меня умер в 93 года. Он мне всю историю, правда, в 20 веке рассказал. В 20 веке к нам
претензий быть не может. Мы себя вели достойно. Кто был свидетель еще живые. Что там было раньше, я готов признать все там, что, я не знаю, может, все было. Ну, у нас историю можно фальсифицировать как угодно. В дворец пионеров ходил, за углом стоял этот памятник Ермолову в царской форме. Думаю, почему советская власть его не убирала? Он стоит там, ну, поняли, да, вот это, с торца Дворца пионеров. Чем он занимался? Там сейчас вскрываются факты, оказывается, Шамиль был не такой, как нам преподносили. Ермолов, оказывается, там татарин, исламизатор. Ну, интересно же, я же там вырос. У меня тоже эмпатия есть. Мне добра чеченцы по национальности люди сделали больше, чем, ну, так скажем так сложилось, чем, например, мои же там эти казаки, там, скажем так. Ну, они плохого ничего, ну, как бы так вот, по жизни сложилось. Я что, в Италии вырос или что? Я же не в Италии вырос, не в Рязани, не в Казани. Вы выросли, то есть вы родились там, да, получается, в Чечне? Да. И моя мама там родилась, и мой дед там родился, и мой прадед там родился. А казаки, это же сословие такое, да, этнические. Это отдельная тема. Значит, смотрите, я прошу, и всех уже привыкли. Мы там, как бы, большинство пришло организовано по жребию, кто-то не по своей воле, кто-то организовано, там большая часть и по жребию, с Кубани. Вот. Моя бабушка, Фоменко фамилия. Мы пели песни на украинском языке. У нас имена Павло, Петро, Василь так и были. Мы этнические украинцы, прошу нас так воспринимать. Так выгоднее будет, и для вас, и для всех. Да, мы этнические украинцы. Сунжская линия – это хохлы. Вы украинцы. Да. Хорошо, вы украинец. Этнический. Тогда ясно. Короче, у меня один чеченец знакомый, да, он так думали, говорит, давайте новую народность придумаем в Чечне, этногруппа Чехол, чеченский хохол. Нормально. Отражает сущность. Можете называть меня чехлом. Чехол. Чеченский хохол. Чеченский украинец. Да, я сейчас поменяю это самое никнейм свой, там поменяю. Все. Чеченский хохол. Нормально? Как вы относитесь? Вы хотите там жить? То есть это ваша родина, получается, и ну, знаете, жить не жить, хотя бы хотя бы приехать, умереть там. Как все. Значит, чеченцы живут, потом тянет там, чтобы закопали там где-то, развеяли. Хотя бы так. Может быть, и жить бы, я бы, может, и жил бы там. Интернет, мне надо интернет. Я работаю по интернету, у меня клиенты по всему миру. Я бы еще пользу там приносил бы. Там, одну минуточку, я просто один моментик показал. Это наша тема, кстати. Да. Нет, услышали. Извините меня, я не служил. Вы дворянин? Да. Нет. Да или нет? Служили, зато мы не предатели. Будет угодно. Вы в каком полку служили? Что там говорится на видео, надо громко увеличить. Да. Нет. Свобода, погоди. Я это показываю, ролик. Вы в каком полку служили? Извините меня, я не служил. Вы дворянин? Да. Нет. Да или нет? Я не знаю, как вам будет угодно. Это видно было? Видно было и слышно. Просто там ситуация какая? Ну, это объяснимо. Те, кто с нами, как бы, ну, там чеченцы, которые с нами вот рядом не жили, как бы не общались, они так сложилось, что они как бы нас и не знают. Я тут тоже много почерпнул. Ну, я сюда начал в чеченские группы заходить, потому что... Лейтенант Цыганенок! Лейтенант Цыганенок! Лейтенант Цыганенок! Ну, потому что там история была там. У меня там мои должники, они сейчас два там должники у меня есть. Известные там. Я думал, что вокруг движуха идет какая.
Ну, много узнал того, чего я там, когда живя там, не знал, потому что советская власть, вот эта пропаганда, брехня, вот они там специальные же были эти отделы, которые все это занимались всеми этими провокациями и так далее. Тут это отдельная тема. Из истории мне же интересна история, кто там что. Вот, потому что, как бы, разобравшись хотя бы в тех событиях, которые мы были свидетелями, или прошлого века, кто были, как бы, очевидцы, свидетели, там, мой дед, который в 5-м году родился, я знаю прекрасно, что он мне все говорит, как оно было на самом деле. И кто там чем занимался, и как это все происходило. И, вот. То есть я живой, я знаю очевидца, который очевидец того, что было там, ну, уже с 1915 года. Вот. Вот у меня дед, он меня там с ним тусил, он меня воспитывал, кое-что рассказывал. Понимаете? То есть, когда очевидец знает очевидца, который очевидец событий, а не то, что там когда-то было, а потом там можно писать все, что угодно, фальсифицировать все, что угодно. Самые опасные люди – это очевидцы. Понимаете? Когда я смотрю, что как у нас мир интернета сейчас, текущие события фальсифицируются пропагандонами, вот в режиме онлайн идет фальсификация. А потом, когда нас не будет, они на основе этой фальсификации будут там учебники, какие-то истории, будут там рассказывать байки, сказки, так, как им выгодно. Вот и все. Он про ссылку тебе рассказывал? Про высылку? Я говорил уже, да, он рассказывал про высылку. Он говорит, мы как-то утром проснулись, а у них там в станице жил какой-то, я не помню, как он называл. Он такой был полукриминальный, такой вот, типа, в основном там люди приличные были. И он что-то там притащил, какое-то добро откуда-то. Ой, ты знаешь, откуда у тебя это самое? Да там это чеченцев повыселяли, вот что-то уже нету. И он говорит, ну что там, бесхозное будет. А ему там дед, говорит, его какой-то, говорит, отнеси обратно, там по голове ему дали. Ты что делаешь, говорит? Вот. Як поділаш, лай цивилизованный нах, модей, маршу, чативой свобода. Тем более тот, кто разделяет с нами мысли по поводу религии, там. Я думаю, кто бы он ни был, там, немец или хохол, мы как бы должны, это наоборот хорошо, что сюда заходят не чеченцы и беседуют с нами, это хорошо. Я довожу некоторые вещи тут в Украине, потому что никто не знает, что будет, может, от Украины будет как хаб идти потом туда, я так предполагаю. Вот Крымский мост до сих пор не взорвали, его весь миром строили. А на прямой путь из Украины, там перекидка войск и так далее всяких, это через Крымский мост сразу на Кавказ. Так его и не взорвали, Крымский мост. А я тут выиграл спор, я вот, еще, говорит, до перемирия у меня там с одним на одну сумму так, небольшую, там, $1000. Спор, что я сказал, что Крымский мост не взорвут. До окончания войны. Может, я проиграю, может, взорвут, не знаю. Чтобы он рухнул, чтобы все рухнуло, негодный был для транспортирования там всего этого. У меня МАЗа стоит на $1000. Потому что когда первое попадание, когда там бах, там упало это самое, я, так, вроде не рухнул, он как бы, по логике вещей его строили, и Запад строил, даже с Украины щебень привозили. Все западные технологии, там немцы, Siemens, Schmiemens, там эти, столько вбухали, это для чего это было делано? Понятно, для тут замеса, для начала войны, там какой-то проект, значит. Не буду тут распространяться. У меня чуйка есть. Я говорю, да я ставлю МАЗу $1000. Что его что он устоит. Не для того его всем миром строили. А с какой целью тогда его строили?
чисто по твоей чуйке, например. Ну, хотите Ну, озвучивать я не ваше знаю, предположение? я на этом заседании не присутствовал. Ну, посмотри, возьми карту, географию, Нет, я посмотри. имею в виду, я не говорю, что ты знаешь, я имею в виду, как ты думаешь вообще, что на ум приходит. Поделись Ну, мыслями вообще. Ну, посмотрим, в ближайшие полгода будет понятно, куда это все, для чего это все было. Вы сказали, что у вас есть чуйка и что вы имеете какое-то предположение, с какой целью это все делается. Вы не хотите поделиться? Я не бабушка Ванга. Это у меня была прабабка, она, кстати, она Давай до ночи, имела какие-то... вангуй. Нет, у меня была Кстати, прабабка. это нас тоже касается, это важная тема. Я не знаю, смотрите, у меня что-то может есть. У меня была прабабка по отцовой линии. Она заранее сказала, что все 12, которых мобилизовали моего деда, близких родственников, братья, двоюродный, троюродный, кум, там, они все вернутся. Ну, там война с Гитлером была. Они с Верхнего Дона у меня по отцу. Их забрали принудительно. Они не хотели воевать за советскую армию, ждали Гитлера, потому что ненавидели советскую власть. У меня из роты, мой родной дед один остался из роты, потому что назад убегать не мог, пустили в атаку их там, а сзади заградотряд. Он один остался, один из роты. Она заранее сказала, что наши все вернутся. Ну, такое. И сказала еще, что Россиюшку, значит, китайцы закончат Россиюшку. Вот то, что мы наблюдаем, это сговор глобального Запада с китайцами. Начиная с ковид-аферы. Подожди, у нее что, машина времени была? Я я говорю сейчас правду. Как раз то, почему я не совсем отношу себя к атеизму, а больше как бы... я сейчас, она была верующая, она говорила так, только мы в партии не были, в комсомоле не были, только не матюкаться вокруг себя, отгонять людей, которые ругаются, создают эту, как ее, ауру вот это, ругани, матюков, и как бы вот, у каждого, короче, там связано с религией, короче. Ну вот все 12 вернулись, это как? Это по теории вероятности. Ну, да, у нее случайно такой волшебной лампы Аладдина не было? Не, ты, Ибрагим, ты прикалываешься, но я говорю правду сейчас. Я могу в это поверить, потому что я, то есть, знаю людей, которым я до 100%, у которых есть какие-то способности. По лампе можно потереть, и оттуда джин вылезает. Не, понятно. Мой дед родной, который в Васиновской сидел, он 5-го года рождения, он придумал какую-то хрень, какую-то ногу натирал, он закосил, короче. Ему удалось закосить. А брата его, Петра, забрали, он дожил до 100 лет. Брат Петро дожил его родной до 100 лет, он как бы он там был на войне. То есть у нас потери вообще нет. Вот, ни по какой линии. У нас, 13, это если брать Петра, 13, это по этой линии. А мой дед какую-то хрень придумал, что-то там растирал, у него что-то распухало, а потом мне сказали, когда я забыл уже, как это называется. И все. Он сидел, ждал, немец не дошел, там они где, под Моздоком их остановили. Он сидел, ждал, чтобы пришли эти большевиков тут, все расхреначили. Вот такая история. А вы своим предположением о том, почему Крымский мост не взрывают и что там пытаются строить, не хотите поделиться? Просто то, что происходит я не знаю, сейчас... я сказал все, что я не хочу тут, а то тут как бы, а то меня какая-то затакфирят. Это опасная тема, затакфирят. А то халиф наш православных мусликов меня, это самое, как бы, как это называется, анафему на меня наложит, я не смогу заходить тут, слушать эти наши молитвы прекрасные там. Аллаху Акбар, вот это вот все. Почему? Это такая тема, которая противоречит риторике этого канала или что? Какая тема? Какая тема противоречит? Что вот если вы начнете так
озвучивать, я не знаю. Я, Ну, понимаете, ну я не хочу, волхвы. как бы, ну я же, я не обладаю какими-то там. У меня иногда приходит ко мне какое-то видение, приходит, ну, бывает, сбываются. Я, например, за 3 месяца предвидел взрыв входа в железнодорожный вокзал в Волгограде. Подожди, у Я вас волхвы, в 13 году. есть у вас в роду? Я не знаю. Ну, Ибрагим, ну не прикалывайся, я вот, если я говорю вот это, я правду говорю. Ну, я тоже спрашивал по правде. Я не знаю, я вообще не знаю, кто такие волхвы. То есть, как бы я не профессионал в этих темах, честно. Кто такие волхвы, я даже не знаю, вот честно. Вот у нас там есть тут халиф православных мусликов, он знает лучше, пускай он туда растлумачит, ну, как бы разъяснит. Я не знаю. У нас халиф для этого есть. У нас в этой группе есть наш халиф православных мусликов. Все вопросы к нему. Это наш халиф. У нас наш этот лидер, наш халиф, мы православные муслики, это наш халиф. Он знает все. Он наш... Помнишь, мы как раз вчера обсуждали с 415-м фильм вот это. Елки, уже забыл. Про гостя из будущего, про Алису. Я не присутствовал. Да, ну, этот фильм все смотрели. Ну, я, честно говоря, не любитель был. Вот, смотри, я вот, некоторые говорят, там, что язык, там, не знаю, ну, как бы у нас в школе не преподавали, как бы тусовка была центровая в Грозном. У меня была ранняя специализация, я уже стал на путь профессионала в своем деле, сейчас скажу, лет в 15. Я уже начал деньги зарабатывать в своей, ну, профессии. Вот. У меня в 17 лет при советской власти был свой кабинет в Грозном, в центре. Куда приходил Инал Шарипов? Он туда ко мне приходил. Я его кое-чему учил. А мне было 17 Подожди, лет. а почему, по-твоему, Инала Шарипова сейчас Мне платили зарплату. Может, я вообще единственный был тогда на территории СССР, что, ну, там на Кавказе у нас были свои там вольности. Мне платили официальную зарплату. Он ко мне приходил в кабинет у нас. У меня был кабинет. Почему, по-твоему, его расформировали сейчас? Кого? Инала Шарипова. Уже расформировали, все? Ах, вах, да что ж такое? Что, уже все, не при должности, что ли? А где он? Ну, я не знаю, может, перевели, но с министра он как бы, по-моему, слез. Эх, блин, да что ж вы, у кого рука поднялась на моего ученика, блин? Что же это за нехорошее? Имущества были во время Советской Русни. Что? Во время чего? Советской Русни. Я это образование называю русней. У вас хорошо. преимущества были, как у казаков? Я не знаю. Не, смотрите, казаки были в Советской Русни, мы наоборот были в этом социальном плане, даже наше положение было хуже, чем, ну, я считаю, чем тех же ингушетчин. Они я просто был лучший в своем деле, они вынуждены были, потому что как бы дать мне вот эту, ну, как бы, ну, эту работу непыльную, потому что они в определенной степени от меня зависели, а не я. Я ценный кадр был. Я и в Украине ценный кадр в своей профессии. Понимаете? Просто я настолько хорошо кое-что умел и делал, поэтому только за счет моих способностей и таланта. Это называется каламат. Как? Надо записать надо, а то забуду. Как каламат, называется? Каламат. Какой-то арабский термин. Каламат, карамат. Ну, плюс-минус. Да. Да.
Ничего. Какой Инал Шариф? При Это этом кто? параллельно моя семья стояла на учете в КГБ, я и папик мой, блядь. Это борец за правду. Он такой был, правдолюб был. И мы оба стояли на учете как неблагонадежные. Ну, то есть, такое. Делать с людьми, которые стояли на учете? Я с 15 лет там в конторе, я с 15 лет в конторе на учете, как минимум. У нас куратор нашей всей этой там движухи был КГБшник там один, он ко мне подошел, говорит, я слышал, ты собрался в Москву поступать в институт. Я говорю, да, иди получи комсомольский билет, иначе не поступишь. Иди, ты ж, ну, как бы. То есть он мне так, иди получи. Я в 10 классе на Новый год пошел там вместе со всякими хулиганами и прочими отщепенцами. Я только в 10 классе пошел, чтобы мне мог поступить в институт. В 10 классе, понятно? А я при этом еще получал это как всякие там суточные там туда-сюда, да, на это самое, как бы и денежку получал по сборам, потому что я представлял честь и гордость Чечено-Ингушской ССР. Я бы не был комсомольцем, ну, у нас там же там такой советская власть была такая себе, у нас председатель этой федерации был, забыл фамилию, чеченец, он такой, то ли подполковник с МВД. С МВД, значит, я приходил, я говорю, так, я в колхоз, мне надо готовиться. Он писал распоряжение, все, освободить от всего. Он давал это распоряжение выдать мне талоны на питание, там, на месяц или на сколько. Я там на Грузнефтяной, там было столовое. Подожди, при поступлении в комсомол на вопрос, в Бога веришь? Нет, я не помню. Мы пришли там что-то нам так по бырику там что-то там выдали, что-то там. Я не помню, что спросили. Я не знаю, может что-то спросили, кто такой. Вот анекдот есть на эту тему. Динамо Тбилиси выигрывает Кубок европейских чемпионов. Был такой Кипиани, кто там футбол не знает. Еще там Чеквадзе, кто там. Ну, короче, Кипиани. Много там великие футболисты. Кипиани капитан. Вот их, но они раз выиграли, надо их в партию принять. В Москву вызывают, приезжают в Москву, там их принимают в партию, значит, первый Кипиани заходит, ну, надо же принять в партию, ему задают вопрос, там, когда образовался Советский Союз, он такой стоит, не знаю, там. Второй вопрос задают, когда там съезд партии, какие решения, он говорит, не знаю, уже такой все на измене. Ну, самый легкий вопрос решили задать. Ну, кто такой хоть Леонид Ильич Брежнев, знаете? Он говорит, ну, как не знаю? Отец родной. Все, принимаем в партию. Он в коридор выходит, там остальные стоят. Ну, что ты, как там, приняли? Что спрашивали? Что ты им сказал? Я сказал им, отец родной. Ну, следующий заходит, решили сразу ему вопрос задать. Говорит, кто такой Леонид Ильич Брежнев? Говорит, как кто? Это ж Кипианин папа. Вот так приняли в партию. Наверное, прокололся. Кто прокололся? Кипианин папа? Не Кипианин, а после этого друга. Кто же сейчас министр иностранных дел в правительстве Захарова? Надо было в качестве этого сына лейтенанта Шмидта. Слушай, Ибрагим, ты меня расстроил сильно, потому что иначе мой должник, я так надеялся с него акции получить, а сейчас вот его выгнали, он что с него получишь сейчас, кроме анализов? Будет бомжевать опять нищим каким-то там. Куда его хотя бы, может его хотя бы просто понизили там до заместителя какого-то. Он может вернуться к проекту, создать фильм про Ахмата Хаджи. Да. Вот аферист. Но я его помню, он всегда был такой. У него постоянно, когда его где-то встречал в коридоре, там в школе, мы в одной школе учились, он постоянно, у него улыбка с лица, он хохотал, он постоянно хохотал. Ну, такой был весельчак такой аферист, весельчак такой. Вот.